Добрый день, уважаемые телезрители. Мы в прямом эфире. Это программа «Диалог с народом». Мы находимся в большой студии НТРК Ингушетия. И буквально с минуты на минуту к нам присоединится глава республики Юнусбек Евкуров. «Диалог с народом» можно посмотреть на национальном телеканале и послушать на национальном радио на волне 88,8 FM. Ну а еще «Диалог с народом» в прямом эфире сейчас транслируется в интернете на сайте НТРК Ингушетия и в эфире ГТРК. Напомню нашим телезрителям, что на протяжении всего эфира мы принимаем звонки на многоканальный телефон. Также принимаются смс-сообщения на короткий номер 4647, предводив его кодовым словом «Диалог», и на сайте НТРК Ингушетия, ingushetia.tv.ru. Вопросы на диалог поступали в минувшие дни по нарастающей. Особенно много вопросов было накануне нашего прямого включения. И чем ближе к началу эфира, тем их становилось больше. Чаще всего жители республики спрашивали о трудоустройстве. Поднимали также проблемы в образовании, медицине и коммунальном хозяйстве. На данный момент к нам поступило почти 400 обращений, в том числе 70 на Инстаграм главы и около 50 на официальный сайт. И несколько десятков СМС. Практика показывает, что еще несколько сот обращений поступят в ходе прямого эфира. И, кстати, отметим, что мы не включали в это число обращения с благодарностями главе республики по уже решенным вопросам, поскольку их очень много. Ну и добавлю, что, кстати, анализ показал, что из списка общих вопросов практически исчезли обращения по оползневой зоне, аварийным домам. Также ушли вопросы по развитию спорта. Почти не спрашивают о строительстве новых школ, ДК и детских садов. Причины этого очевидны. Все эти перечисленные проблемы, в принципе, в Ингушетии потеряли былую актуальность, а некоторые по результатам активной работы властей и, в принципе, вовсе сняты с повестки дня. Часть проблем решалась прямо во время поступления обращений на горячую линию в рабочем порядке, и не дожидался никто при этом прямого эфира. Итак, мы готовы начать. В студии НТРК Ингушетия глава республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Салам алейкум. Добрый день, Юнусбек Бундагевич. Наверное, начнем лево. На дворе начало сентября. Это, в принципе, всем известно, так что самое время кое-что подсчитать. 2017 год в Ингушетии проходит под знаком 25-летия республики, такой юбилейный год. А летом мы открыли к этой дате множество знаковых социальных объектов, и на этом год 25-летия республики уже завершен, или все же оставшиеся месяцы этого года принесут нам еще какие-то сюрпризы, открытия, может быть, ввод новых объектов? Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие телезрители, жители республики, те, кто нас сегодня смотрит, ну и, конечно, те, кто присутствует сегодня в зале. Я хочу вообще-то без сюрпризов, все у нас, чтобы было, нам сюрпризы не нужны. Это пускай там на день рождения родители детям делают. А мы, конечно, без сюрпризов до конца года проводим ряд мероприятий, в том числе в рамках 25-летия республики. Это один из таких знаковых мероприятий, или одно из таких знаковых мероприятий, это 22 сентября будет концерт. Мы совместно с нашей братской Карачаево-Черкесией, им тоже в этом году 25 лет, поэтому нам в общем 50 лет получается. И мы проводим совместный концерт хороший. Сегодня уже более 60 баннеров, рекламных щитов в Москве, на видных проспектах уже есть. Люди могут это все видеть. Ну и, конечно, пользуюсь случаем я от себя и от своего брата Рашида Бориспевича, главы Карачаево-Черкесии, всех жителей не только наших республик, но и всего нашего Кавказа, всех жителей Москвы, в том числе приглашаю на этот хороший концерт. И в рамках празднования 25-летия республики мы планируем, так же, как мы это делали в 2012 году, вылететь с творческими группами и в рамках этого праздника организовать Дни республики в Казахстане и в Бельгии. Непосредственно то, что там это центр Европы, и все-таки туда съездятся все наши земляки, которые живут сегодня за границей. Ну, те, кто хочет, пожелает это делать. Тем более, оттуда было много обращений, приглашений, пожеланий, чтобы мы приехали. Будет ряд объектов открыто. Мы до конца года открываем еще более 25 объектов, в том числе социально значимых, экономических, инвестиционных.
связаны и с дорожным состоянием. То есть много объектов открываем. Это тоже такие мероприятия, связанные с праздником нашим общим 25-летием республики. Спасибо. Главные объекты, которые открыли к 25-летию Ингушетии, были под личным контролем президента страны Владимира Путина. Это перинатальный центр, детская больница в Насыркорте, онкологический диспансер в Плиево, дворец спорта имени Бердыевлоева. Сейчас все они успешно работают, и мы предлагаем вашему вниманию большое видео из перинатального центра, где каждый день спасают детские жизни. Добрый день, уважаемый Низбет Панфилевич. Я Касумова Ильхам, жительница Чеченской Республики. Так как находилась в гостях у родителей в Молгобеке, экстренно попала я в перинатальный центр, о чем весьма не пожалела, конечно. Были мы 6-месячные с экстремально низкой массой тела 770 грамм, далеко недоношенные, глубоко недоношенные даже. И вот благодаря этому центру, благодаря высокотехнологическому оборудованию, да и всему, что было здесь создано ради совместного проживания ребенка со своей мамой, и высококвалифицированным врачам, которого собрали все воедино. Отдельное спасибо им, конечно, особенно замглавврачу по педиатрии Аушевой Фатиме, заведующему реанимацией Нальгиеву Адаму за проведение высококвалифицированной работы, помощи. Была проделана огромная работа всему медперсоналу под их чутким руководством. Результат вы сами теперь видите. Почти уже 2 килограмма. Огромнейшее вам спасибо. Как здоровый мальчик, Абабуков. Если окинуть взглядом все объекты, которые... Я сейчас поэтому хочу сказать по этому поводу, это тоже хорошее взаимодействие. У нас много жалоб поступает, в том числе иногородних жителей и Чеченской Республики, и Северной Осетии, там, и даже Дагестана. Когда проездом здесь бывает, там больницы принимают или не принимают, там, какие-то полисы там, и так далее. В таких случаях надо принимать больницу и организовывать оперативно вмешательство наших врачей. Ну и пользуясь случаем, хочу поздравить, так как это женщина с Чеченской Республики. Сегодня праздник, День солидарности, День Чеченской Республики. Всех мы поздравляем. Я в своем инстаграме, на странице, на сайте все это выложил. Алтега Берктион, Борца Болб. Всех поздравляем тоже с праздником. А ребенку и маме желаем здоровья. Алмашу Волца, Алхоцевёж, Кянквы. Из всех этих объектов, которые мы открыли к 25-летию, какие вы хотели бы выделить? Ну, я бы не выделял здесь объекты. Во-первых, они не то, что на личном контроле у президента Владимира Владимировича, они были на контроле, в контрольном управлении президента, так как в 2015 году, когда Владимир Владимирович был в республике, на совещании вот эти объекты, 5 объектов, по моей просьбе, были включены именно в протокол, для того, чтобы федеральный центр и министерство федеральное более оперативно обратили на это внимание. И сегодня все они для нашей республики являются таким стратегическим потенциалом. Ну, по перинатальному центру было много споров, обоснованных споров было, в том числе, зачем нам, республике, это нужно. Что мы можем все эти процедуры проходить в соседних регионах, где более развитое здравоохранение, где более опытное количество, большее количество врачей, ну и так далее. Но мы со своей стороны обосновали это тем, что если мы будем постоянно ездить в регионы, когда тогда наши врачи будут развиваться, когда мы будем развиваться, и почему нас тормозят в развитии, да? Нас услышали, к счастью. И сегодня перинатальный центр у нас есть, только остается главная задача для персонала максимально оправдать те колоссальные вложения федерального центра вот именно в этот перинатальный центр. И, конечно, я его выделяю среди всех этих объектов, так как он начинается, вообще этот объект, или для любого человека начинается этот объект, да, вот рождаются дети, и в этом объекте непосредственно, в этом центре. Ну и второе, это я все-таки надеюсь, что там не просто принимают тяжелых там рожениц,
принимает роды, а именно занимается, и эта задача мною была поставлена, именно в причинах вот такого недоношенности детей, вот такого там оперативного вмешательства врача, вот эти причины выявить и проводить профилактику в рамках того, чтобы минимизировать для женщины вот эти все вещи, показывать, почему эта женщина, вот такая ситуация с ней случилась, в чем причина. Или она не посещала участкового врача, или дома к ней отнеслись не совсем правильно, и до 9-го месяца, или там, до 7-го месяца, или до какого-то месяца ее там гоняли, там работали и давали. Ну, то есть, как-то вот у нас же есть такое, надо это признать, когда мы не совсем трепетно относимся вот к таким женщинам, которые должны родить ребенка. Давал уж ходить, пожалуйста, как глава республики обязан это говорить. И я просил именно на базе перинатального центра создать вот такую группу, которая могла бы профилактику проводить среди вот этих так называемых молодых мам, будущих мам, чтобы минимизировать вот эту угрозу. Каждый ребенок такой, это просто надо посетить 1 или 2 раза и увидеть, насколько это больно смотреть на таких детишек. Но второй объект – это онкодиспансер. Мы уже там в полном цикле уже даже химию делаем, и кто-то доверяет этому объекту, кто-то не доверяет, кто-то все равно уезжает за пределы республики. Но сегодня я прошу жителей ездить туда, обследоваться, получать консультации, диагностику, чтобы не затягивать вот эти болезни, если у кого-то алдамудуал, то если у кого-то такие болезни есть или могут быть, чтобы они на ранней стадии их обнаружили. Мы можем это сегодня делать. Ну и, конечно, это удобно для тех, которые даже выехали за пределы, получили оперативное вмешательство, и дальше могут сопровождаться уже здесь, в республике. То есть химиотерапию, все остальное могут делать в нашем центре. Ну, остальные объекты, там, детская больница и дворец спорта, они тоже немаловажны. Поэтому я бы эти 2 объекта выделил, но так, конечно, все объекты важны для нашей республики. Спасибо. Ну, а в целом, прежде чем перейти к вопросам, которые поступают от наших телезрителей, все-таки хочу спросить, вот в год и 25-летие, в принципе, к этой дате, все ли удалось сделать, довольны ли вы результатами, и если что-то не получилось, то почему? Нет, во-первых, тут нельзя говорить доволен, недоволен, и многое получилось, многое не получилось, и здесь есть свои причины. В том числе и финансовое состояние, в том числе и страны федерального бюджета, там, наши возможности, то, что мы планировали, и где-то больше сделали, где-то меньше сделали. Поэтому здесь я бы не говорил там удовольствие или недовольство. Главное, что мы год 25-летия встретили, если брать 12-й год, когда нам было 20 лет, и сегодняшняя ситуация, 25 лет, это огромная разница в стабильной, мирной обстановке. Вот это самое главное. Остальное мы все переживем. Остальное все нам удастся, все мы сделаем. Главное, чтобы не было тех годов, которые были до 2012 года. Вот это самое главное. Ну и плюс те проекты, которые мы не реализовали, где-то у нас что-то не получилось. У нас есть планы, и есть поддержка федерального центра, есть возможности свои в том числе. Почему? Потому что мы за эти 5 лет, с 2012 года, научились строить за счет собственных средств. Научились в том числе уговаривать наших предпринимателей, которые тоже вкладывают в республику. Я сегодня посещал площадку, где строятся теплицы. Албаков Хаджибеков строит теплицы. Это будет одним из таких прорывных проектов после сада гиганта Ингушетии. То есть это наши предприниматели. Таких очень много уже вкладывают, и я уверен, что в ближайших перспективах мы увидим еще другие такие судьбоносные, такие бюджетообразующие проекты нашей республики. Спасибо. Ну, сейчас давайте передадим слово колл-центру Марии Мистоевой. Напоминаю нашим телезрителям, что вы можете обратиться к главе Республики Ингушетия Юнусбеку Бамангиревичу Евкурову, просто позвонив по номеру 8 800 301 41 42 или отправить смс-сообщение на короткий номер 4647. И не забывайте кодовое слово «Диалог». А на данный момент в колл-центр национального телевидения еще до начала эфира поступило 397 обращений. А с начала прямого эфира 23 из них звонков 270, смс-сообщений
сообщений 62 и на странице в соцсети главы региона 88 обращений. Поступают вопросы на абсолютно разные темы. В частности, вот Амина Картоева из Малгобека интересуется, почему в Ингушетии все руководящие должности занимают женщины. Ой, как. То жаловались, почему нет женщин. Ну, я не знаю, почему все, но я, например, мужчина. Я не смогу на это ответить. Почему? Потому что у нас большинство должностей занимают мужчины. Все депутаты, сенаторы у нас мужчины в том числе. Поэтому сложно ответить, там, какие же. Здравоохранение, женщина, я это считаю нормально. Образование, может быть, тоже женщина могла быть, но там мужчина руководит. Поэтому, опять же, это хорошо, это плюс, значит, мы доверяем женщинам. И вообще я скажу, что женщины, они более собранные в работе, более ответственные, и более аккуратные в работе. Поэтому в этом ничего плохого нет. Сейчас перейдем к вопросам от телезрителей. Мы получили СМС от жителя пригородного района. Цитирую. «Недавно в Владикавказе состоялся футбольный матч Ингуш-Талания, на котором были провокационные действия со стороны осетинских болельщиков. И это не в первый раз. И наоборот, когда такие матчи проходят в Ингушетии, они проходят спокойно. Слышал, что по итогам матча в Владикавказе возбуждено уголовное дело. Верно ли это?» Здесь лукавить не надо. Когда в Ингушетии проходят, тоже были, выскакивали, мы помним это, на стадион, как дикари, и забыл про гостеприимство, про какие-то вещи. Поэтому здесь давайте не будем лукавить, если уж там говорить там. Но при этом мы после этого сделали выводы, наладили, все сделали, и крайние матчи уже проходили так, как должно быть. По-спортивному, по-кавказски, с гостеприимством, со всеми делами. А то, что там в Владикавказе кто-то там что-то кричал, это не основная часть болельщиков. И по этому поводу там власти Осетии отреагировали, органы правопорядка в том числе, и работа идет. Я думаю, что безнаказанно это не останется. И сразу должна сказать, что это не единственный вопрос на эту тему. Многие телезрители интересуются, как идет разбирательство в органах правопорядка по недавней потасовке в сельском поселении Карца. Что на это можно ответить? Здесь то же самое, еще раз повторяю, это работа органов правопорядка Северной Осетии. Главное, я вам скажу, что мой коллега Вячеслав Михайлович жестко отреагировал на это, и я его позицию полностью поддерживаю, что независимо от национальности, вероисповедания, виновные там, в провокациях, в каких-то вещах должны быть наказаны. Поэтому там определены, органы правопорядка определены те, кто начал это дело, кто продолжил дело, и в том числе не только лица осетинской национальности, но и лица ингушской национальности. Все должны понести то наказание, которое соответствует содеянному. Это раз. А мы со своей стороны, я отдал поручение Совету Безопасности найти тех, кто в соцсетях выкладывал призывы, вооружайтесь, приезжайте. То есть некто товарищ, даже имам Карца вынужден был в ответ дать информацию в WhatsApp о том, что нет того, что вам говорят, поэтому не надо беспокоиться. Если надо будет, я сам выйду на WhatsApp и какую-то информацию дам. У нас здесь все спокойно, все хорошо. Не надо беспокоиться. Поэтому власти там работают. Я думаю, что там найдут, хотя уже определили виновников, и там есть даже некоторые задержания. Но это работа органов правопорядка Северной Осетии. У наших сотрудников там есть взаимодействие, и нет никаких запретов о совместной работе. Как только там это все происходило, наши представители поехали туда на месте, вместе с осетинскими коллегами, вместе разбирались и смотрели. Это правильно, и у нас эта работа между главами региона, она спланирована. А то, что есть определенные провокации иногда, и иногда из-за того, что два человека между собой что-то не поделили, это все прирастает, в том числе имеет подтекст национального или межнационального конфликта. Это имеет место быть, но, опять же, главная задача, чтобы мы быстро, оперативно это все минимизировали и не допускали распространения этого явления. За последнее время в регионе побывал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он провел совещание в Магасе расширенное с главами северокавказских регионов. Вице-премьер Ольга Голодец лично открывала республиканскую детскую больницу и новую школу в Насыркорте. Министр здравоохранения Вероника Скворцова приезжала на открытие перинатального центра и онкологического диспансера. Это, безусловно, говорит о внимании и поддержке со стороны федеральных властей нашей республики. И, конечно, полномочный представитель президента Владимира Путина в СКФО Олег Белавинцев особо выделяет именно наш регион. Достаточно вспомнить, что 1 сентября он участвовал
участвовала в открытии образовательного центра на 1500 мест в Магасе. И, уважаемый глава, насколько тесно власти республики работают с полпредом президента? Ну и вообще федеральный центр. Ну, в рамках, в том числе и, кстати, есть определенное поручение Владимира Владимировича Путина всем федеральным министрам работать на территориях, а не сидеть в кабинетах в Москве. И поэтому многие федеральные министры, почти все, они ездят, смотрят, работают. И у нас не только Ольга Юрьевна Голодец, но многие федеральные министры приезжают, смотрят. И ни разу в этом вопросе, когда мы, потому что приглашаем, нету отказов. В том числе часто сюда приезжает Илья Владимирович Кузнецов со своим первым заместителем. И, понятно, полпред это всегда на контроле все держит Олег Евгеньевич Головинцев. И всегда готов приехать, поддержать. И в том числе, как вы говорите, открытие этого центра. Конечно, на связи, на контакте мы часто приглашаем, но при этом смотрим, насколько этот объект или того мероприятия, которое мы проводим, достойно участия самого федерального руководителя. И мы всегда пытаемся выполнить две задачи. Во-первых, там, с учетом приезда руководителя открыть какой-то важный объект по его профилю, и параллельно решить те проблемы, которые там в этом направлении у нас в республике существуют. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Андреевич, помоги. Здравствуйте, кто что выдержит? Да. Владимир Узбек, 10-го убийства на территории Осетии, выборы же парламентские. Со стороны Осетии Саккугвичик баллотировался, кандидат Хугвичик, Алла. Нагасан Хугвали или Хугвичи, война Бахбизвистик, пригородный районе Бахрузби. На выборы стоит нам идти или нет? Выборы же халбез, да, где на выборах надо участвовать, и здесь не надо делить там, кто там. А если там нашего представителя нету? Если вашего представителя нету, как я так понял, ингушской национальности ты имеешь в виду? Да, ингушской национальности. Это уже ваша вина, почему? Потому что никто вам не запрещает выдвигать свои кандидатуры. Есть в Осетии политические партии, так же, как и у нас. И вы должны были собраться каким-то там ячейкам или, не знаю, кем-то предлагать свои кандидатуры в этой партии. Я не думаю, что там отказали бы членству в партии там, или КПРФ, или там ЛДПР, или там Единая Россия, Справедливая Россия. Я не думаю, что там отказали бы. Это раз. Уже сейчас поздно об этом говорить. Я не вникаю, там, кто там в списках этих политических партий, есть там ингуши или нет, но это уже вопрос ваш. Потому что вы там живете, в пригородном районе, вы жители Эрсу-Алания, поэтому здесь надо за этим самим следить. Это раз. Второе, независимо, есть ли там кандидатуры там, ингушской национальности или нет, на выборы надо ходить, явка она должна быть обязательна. А уже за кого голосовать, это уже ваше право, ваш выбор, поэтому я вам советую всем ходить, не только советую, а призываю сходить на выборы, тем более у моего коллеги это первый парламентский выбор, и я бы хотел, чтобы вы поддержали Вячеслава Зелимхановича с учетом явки своей. А после этого уже сделать выводы и каким-то образом постарайтесь выбрать достойных людей, которые могут в том числе отставить ваши интересы в Северной Осетии, в этих партийных там списках, в различных политических партиях. Я думаю, что и после выборов в парламенте это спокойно может сделать, в этом ничего плохого нет. Но многие жители республики в преддверии нашего диалога записывали свои вопросы, обращения, точнее, если быть, то видеообращения. Давайте, наверное, посмотрим одно из них. Все внимание на экран. Троицкий ях, Шевский 22 ях, Ильева зримая. Дядя Юнусбек Бумакирович. Пенсионный фонд заявление я. Пенсия кадра Мара. Инвалид бонде, цунгуш бонде. Кашира хайдера с пенсии. Йохудела шерда дяхкарса с пенсии. Нейропатологу 10 тысяч да и царсуда. Кепик йохудалон за сумцу нейропатологу. А сайцарка юхулат с бог бояри. Пенсия состарса акштхлара. А лурш акштадался цгалара пенсия да состятся циндай. Состояние бердас школе бердас я положение есть. Пенсия да дякат цгандится кахам кандаст. Сейчас объяснить, сидя здесь,
на прямом эфире, где правда, где неправда, но уж точно там вопрос зафиксируют сейчас, разберутся, в чем проблема, в том числе, в каких условиях живет эта женщина. Я там вижу маленьких детей, но при этом у этой женщины есть возможность получить материнский капитал для улучшения жилищных условий. Сейчас уже власть дает такое разрешение. И почему они не используют материнский капитал для улучшения жилищного? Я так понимаю, что сзади этот дом, который у нее там, в котором она живет с детьми, почему она не использует этот материнский капитал? Поэтому давайте мы там помощники запишут, разберемся с этим нервопатологом, который взял 200 тысяч, ни копейки не вернул. Я думаю, что она назовет там этого человека. Посмотрим, почему пенсии не выплачиваются. Ну и посмотрим, куда делся материнский капитал и почему условия не улучшены для детей, которые там живут. Мы дадим поручение, и я думаю, что в течение недели к вам приедет комиссия, разберется с этим вопросом. Ну и в продолжении темы у нас есть еще один видеовопрос. Давайте посмотрим. Сергей Николаевич, Юнусбек Бамагиревич, на сегодняшний день очень актуальный вопрос по борьбе с коррупцией. Хотелось бы знать, как решается эта проблема на сегодняшний день. И касаемо коррупции, у меня личный вопрос к вам. Является коррупцией заставлять детей собирать на нужды школы деньги? Маркал. Ну, во-первых, борьба с коррупцией – это явление такое не сегодня, не вчера, не завтра. Это было всегда. И, конечно, мы с этим явлением боремся. Я не буду говорить, там, что было в прежние годы. Но уж точно сегодня это место имеет быть в республике. И иногда даже, когда мы кого-то назначаем на должность, почему я и определял там в режиме онлайн-конкурса этих директоров школ, аттестацию, после того, как взяли на работу, проверить родственные там вещи. Плюс, если помните, мы довольно много родственников, так называемых, увольняли с работы, которые совершенно не соответствовали занимаемым должностям. Вот в том, что вот то, что обращение сейчас этой женщины, какая у нас сейчас идет борьба в аптеке, и на замену руководитель поставлен. Почему? Потому что я не говорю, что сам руководитель виноват, но уж то, что внутри там целая клака вот этих там взяток, чтобы больше инвалидов плодить. Но при этом те, кто нуждается именно в инвалидности, получении пенсии, в общем, им этого не дают, даже без рук, без ног, там, пытаются все-таки заставить платить взятки. И это тоже имеет место. Но это не повально, это не масштабно, но это явление есть у нас. В том числе и на различных там тендерах там, и так далее. У нас много возбужденных уголовных дел, у нас много уволенных чиновников, посаженных, там, в том числе тот же пенсионный фонд, если вы помните, и сертификаты по МЧС и другие. Это мы поднимали все эти дела. Это как раз и является темой борьбы с коррупцией. Потом будем здесь продолжать в этом плане. Насчет школы, ну, знаете, здесь я не думаю, что это коррупция, если это не связано с директором напрямую. Во всем мире, не только у нас, во всем мире практикуется, когда родительский комитет принимает определенное решение. Есть тот набор, который есть в школе. Например, родители хотят поставить кулер, стаканчик одноразовый, ну, чтобы дети, когда захотят, пили бы воду, да? Но при этом они освобождают себя от того, чтобы каждый день бутылочку воды давать этому ребенку. То есть родители приходят к этому мнению, считают, что это дешевле им обойдется, кулер поставить и скидывать там по 5 копеек на эту воду, да, чтобы там бутылек поставить. Это решение родительского комитета или коллектива родителей вот этой непосредственного класса. Родители хотят, там, учитель там, это имеет право, ничего здесь плохого нет, тоже говорит, вот было бы неплохо экран повесить, чтобы я там мультики или что-то там показывал детям, для их же детей. Если родители скинулись и купили телевизор, то пожалуйста. Но это, конечно, должно быть все согласовано. Любой педагог должен согласовывать с директором школы. А сам родительский комитет школы должен тоже выслушивать эти проблемы директора. Если для решения каких-то локальных задач в пользу, в интересы детей не выделяются бюджетные средства, их нет в бюджете, то почему нет? Пускай родители скидываются и помогают. Надо смотреть, соизмерять.
Но если деньги собираются на день рождения, на дорогие цветы, на дорогие подарки, конечно, это коррупция, даже если это родительский комитет определяет. Я тоже такие факты знаю, слышал, когда родительский комитет там собирает деньги на день рождения директора. Конечно, ни один директор этого не должен допускать. И вообще все, что делает родительский комитет, это делается для школы в интересах детей. В интересах детей. Для наращивания существующей учебно-материальной базы или же для того, чтобы дополнить тем, чего нет в этой школе. И что там не положено, например, там в рамках бюджетирования. Сейчас свой вопрос хочет задать. Но опять же здесь подчеркну, что это не обязаловка, и каждый родитель имеет право ничего не давать. То есть он может не согласиться с этим, и это его полное право. За это ребенка не отчисляет, за это ребенка двойки не ставит, за это ребенка не наказывает, тем более родители. Это право любого, добровольная тема. У нас звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло, Саид Калшинисбек Мамкиреевич. Алло. Много бекер жительницы Юнусбек Мамкиреевич. Далакова Зарема. Сахуга дал хастардыр. Хамога бекич охоспашкё. Вей много беки. Вейтсиг насыл хоспашкам тана хугию ахест дош хоспашка итхайр. Инер дик бохло бетичербаш. Ин хозы алхамдах цапашках. Хоз администрация бохложе, хоз налож бохложе, хоз лилду хук открытие шамажу чхана хоз белка завести да дук хоз хамдятся баркиква. Это бисан циголдани бохт уду хоз далах дирш хамхалчы хабут хахтат хамхулиса гидабах визер бохт удыш. Так дирс да циголдани сади керцэ кулш. Та бисан освещение бик хозяст хатсигичер. Лавочки же тишу дандат хатсигичер урны же кадукхоз юатсыр иште. Тезик хоз ымны хоз паркам вейт ингушети иха ахет дош хоз паркам миниве малга бекерек. Тезик ремонти хамди хамляха хамди ветич. Тезик хоза асхоч хоз хетер трас. Ваяр, дикаха, ваяр, малга бекер парк, смахат милышанс. Спасибо. Баркал Диариасхал, парк Дербагов-Диктен, но мэр города должен там организовать эту работу, это его прямая обязанность и работа, и надо сделать и освещение, и лавочки, и все сделать для того, чтобы было удобно. Мэр города получил этот парк в таком состоянии, какой он сейчас есть. Красивый, хороший. То есть, если сказать, что это его заслуга, что такой красивый парк, это будет ошибкой. У него получил сегодня такой, да, вот теперь он должен что-то сделать, пока мэр города. Пускай хотя бы лавочкой починит, как-то вы говорите, там урны поставить там. Ну, если я вынужден буду приехать урны делать, лавочки сделать и освещение делать, ну, я думаю, что такой мэр города мне не нужен. Я думаю, что он меня услышал. Я не буду сейчас сроки говорить, но уж точно после нашего диалога мы будем составлять план выполнения вот этих всех обращений, и там будет вот это тоже, этот вопрос тоже там будет. Баркал, что обратились, и примем меры. Ну, давайте немного о спорте. Последние 2 чемпионата мира по борьбе и по дзюдо, что уж скрывать, немного разочаровали болельщиков ингушских. Почему? В принципе, да, все мы рассчитывали на больший урожай медалей, но получилось как получилось. Ваше личное мнение, можно ли считать выступление наших спортсменов все-таки неудачным? Или нас уже разбаловали победой? Ну, нельзя так говорить, и слова «получилось как получилось» – это неправильно. Во-первых, мы должны гордиться тем, что у нас появились уже топовые хорошие бойцы, борцы, да, спортсмены, которые уже выходят на уровень сборной страны. И мы должны гордиться нашими дзюдоистами, которые сегодня уже в сборной были и выступали в Будапеште аж целых 5 человек от республики. 3 там за сборную страны, 1 за турецкую сборную и 1 за команду сборной страны. Выступление, ну, нельзя сказать, что оно провальное, да, или неудачное. Да, нам хочется больше, но тем не менее надо. Это первый чемпионат вообще такого уровня для наших борцов, дзюдоистов. И здесь очень, ну, как вам сказать, сложно психологически вот эти барьеры прийти.
И Хасан, и Хусен, я думаю, что они уверены, они выступили достойно. Хасан бронзу взял, что лучше ходить на чемпионат мира. Там довольно сильные соперники, и у них большое будущее, они молодые ребята, все у них получится. Поэтому давайте мы не только их будем, наоборот, в таких случаях еще больше надо поддерживать. Они говорят, что мы там, они молодцы, и мы их будем поддерживать дальше, и они еще не раз докажут и покажут, что они сильнее в своем весовом категории, сильнее всех. Это одно. Насчет вольной борьбы, я бы тоже не сказал, у нас хорошие ребятишки растут. Я не знаю, сегодня там Евлоев взял в финале или нет, там, но он в финал уже вышел, молодежной сборной страны. А второй Евлоев проиграл, но ничего плохого. Главное, что он принял участие, выступил. И то, что они в сборную попали, это для нас большая честь, для республики. Они сборная страны. Они все равно в своей весовой категории лучшие. Первых строчках стоят. По вольникам взрослые, да, я могу говорить, что там я в некоторой степени доволен. Почему? Потому что не оправдались наши надежды пятилетней программы, чтобы борцы выросли. Но я думаю, что они тоже находятся в десятке своих весовых категориях. Это тоже неплохо. И та конкуренция, которая там есть, не позволяет им выйти на тот уровень, чтобы они могли бы выходить на чемпионаты там, страны достойно. Насчет греко-римской борьбы, серебряная медаль Евлоева, что, плохо, что ли? Давайте мы там, один человек выступил и взял серебряную медаль от России. Ну, я имею в виду в составе сборной России. От Ингушетии выступил один, Муса Евлоев, взял серебро. Посмотрите, какой достойный соперник был, именитый, опытный. И то, я думаю, что Муса мог бы взять. Но здесь не надо забывать про опыт. Если у Алексаняна был опыт Олимпийских игр, или 4 или 5 раз участия в чемпионатах мира, чемпионатах Европы, у Евлоева не было такого опыта. Это довольно серьезный психологический барьер, поэтому у наших ребят будущее. И вот это получилось, как получилось, давайте больше не будем говорить. Я благодарен ребятам, и держаться надо, и наоборот, когда проигрывают, они становятся злее. В следующий раз покажут мастер-класс хороший. Спасибо. За последние годы в республике построено множество спортивных объектов. Их все знают. Это и дворец спорта, напомню, его строительство находилось под личным контролем Владимира Путина. И многочисленные фоки, бассейны, ледовый дворец. Говоря о зимних видах спорта, мы планируем их развивать дальше? Ну, во-первых, я уже говорил, что Владимир Владимирович Путин руководит всей страной. И лично контролировать дворец спорта республики ему будет очень сложно. Поэтому у него есть контрольное управление, которое выполняет поручения президента, контролирует строительство объектов. Поэтому мы будем так поправлять эти вещи. Эти объекты, 5 объектов в республике стояли на контроле контрольного управления президента Российской Федерации. Они это все проверяли, а, конечно, доклады о том, что они завершены. Я сам лично при встрече Владимира Владимировича об этом показывал и рассказывал, докладывал. Мы будем развивать виды спорта в различных направлениях. У нас хорошо сейчас развивается хоккей. Мы в этом году зададим вторую площадку. Такая очень хорошая, красивая площадка. То, что вы сейчас видите, похожую площадку на ангар со стороны, ну, пока не обращайте внимания. Почему? Потому что там будет такое красивое обрамление, или, как говорят водители, молодежно же, автомобильный так тюнинг, да, вот типа такого, там будет красиво все сделано. Он будет очень красиво смотреться, вписываться. Мы планируем построить ряд, в этом году уже там начало строительства 3 физкультурно-оздоровительных комплексов. Сегодня у меня был президент Федерации смешанных единоборств, мы проговорили вопросы, в том числе в этом году начнем строить и хорошее здание под Академию ММА. Других много площадок, в том числе открытых, закрытых, там, развитие там, школьных стадионов, школьных спортзалов. Ну и, конечно, новые, в том числе Федерации спорта, особенно олимпийского вида спорта. Мною дано поручение министру спорта самое пристальное внимание и бюджетирование – это олимпийские виды спорта. А остальные виды спорта, пусть ребята не обижаются, но мы их тоже не брошим, но это не бюджетные источники. И плюс, конечно, сейчас одна из таких главных задач – это аттестация всех тренеров. Почему? Потому что многие тренеры – это вчерашние спортсмены, которые не имеют там никакого образования тренерского.
И нам надо выделить ребят, отправить учиться, чтобы они получили корочки, как говорится, и были дипломированные тренеры. И плюс здесь нам надо нарабатывать, в том числе и спортивных врачей. Для этого тоже задача поставлена, где наши должны проходить, там, чтобы были арбитры, судьи. Потому что мы в комплексе могли бы участвовать во всех направлениях, во всех, не только в республике, но и за пределами республики. Спасибо. Сейчас, наверное, у нас будет звонок в студию. Вы в прямом эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Юнусбек Бамакириевич. Здравствуйте. Нам звонят из Северной Осетии, из города Бигары. Я мама вот той девочки, которой вы на Новый год прислали подарок. Хотела позвонить бабушка, но она, к сожалению, переволновалась. Я тоже чуть-чуть волнуюсь. Но от всей души хочу поблагодарить вас. Сказать вам огромное спасибо. Вы так порадовали нашу семью, так порадовали нашу девочку. Я просто вот чуть волнуюсь, извините, пожалуйста. Вы, Катя Тимур Карданов, столько радости принесли в нашу семью, стали дорогими людьми для нас. От всей души хочу пожелать вам здоровья, благополучия, успехов в работе и процветания всей Ингушетии. Спасибо и большое. Хочу сказать просто, чтобы и дружба, и мир, чтобы был между нашими народами. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, девочке большой привет, здоровья, и бабушке тоже большой привет от нас, Алла Маршал, здоровья. Ну, а насчет подарков, знаете, это практикуется, не только я, как глава республики, там подарки отправляли, там, или в другие регионы, в том числе и наши соседи, все главы это практикуют, те дарят, особенно когда вот эта девочка, она, насколько я помню, нарисовала портрет главы республики, в том числе, да, ну и мы в ответ ей сделали хороший подарок. Поэтому спасибо большое, здоровья, счастья вам всем, и мира, добра и нам всем, и между нашими народами. Спасибо. Так, у нас сейчас видео вопросы, да? Сколько понимаю. Есть у нас видео вопросы? Давайте посмотрим. Все внимание на экран. Дарья Галчин, Бог Беркет и Галчин, председатель сельского общественного совета Далакова. Юнусбек Ильич, тахана остро латыши вопрос бы, юртхол Ачуа, улица Кулбужева. Один из первых, а я второй центральной улицы, улица Аши школы, средняя первая школа, средняя вторая школа. Сюда нах антигер общественный совет юртер нах чаа беспокойный будет, тротуар улха. Машин поток чаает улица Олдани и бери тушин шесть школ цикалора цул хача поток бери поток чаает хзи. Вал цик элч ваште халче хуг али ахш хуг звулк чаа иш хуг дихш будет ухут нах тротуар был яхш мети гитхаг схуг вопрос ли она бог будет юртушнях. Иншаллах шخبط الله جت حد دوخرت со встречи у задух начинах цан хавашах идшхане схигул қадя а поручение на скважин подключить скважин подключить эртхон султа тигр цухин улық существенно улучшится дыр ситуации дикеге но вопрос до конца решения циртрхи ер новостройки же нах даются булуры расширять дыр стремительно ют духтер да булужи метигити цулха вал ваш должен метик бог метигелет тайх таскважин халчи практически вопросы дик халмеги жертв духтшнях. Смежный видеовопрос на ту же тему. В принципе, из селения Галашки. Я Климатов Хаджимурад Мусаевич, являюсь председателем молодежного совета сельского поселения Галашки. Юнусбек Бамакириевич, у меня только вопрос. Протяженность сельского поселения Галашки составляет около 7 километров. Так как в горах у нас курортная зона, особенно в летний период бывает очень много машин. Как и все, водители не соблюдают скоростной режим. В связи с этим хотелось бы увеличить, если есть такая возможность, тротуары в селе. У нас очень мало тротуаров. Баркул, я рассказал, ночишка, хамин таксист, я ловил Галашки, уродишь, молоко герзян. Согяна Галашки, мачака галишь.
Хачал, да, юрта хата балыш. Галашки ир, аж водишь, уротишь, млах погери, Азаму 8 километров или там 9 километров протяженность Галашка. Но отвечая на оба вопроса. Ну, первое, это тема главы районов и главы села. Можно тротуары делать из тротуарной плитки, можно тротуары делать из асфальта, а можно тротуары делать, я уже показывал, там и есть практика в регионах, где просто делают там бордюрный камень, засыпает хороший там мелким гравием. Это тоже тротуар для детей, поэтому здесь сложного нет ничего. Почему главы этого не делают, для меня это загадка, поэтому пришлю комиссию, посмотрю. Ну что ж, я как глава республики не могу с бюджета выделять туда средства, их нет в бюджете, чтобы делать там тротуары. И когда дорога туда делалась, тогда мы уже хорошую дорогу асфальтированную делали, там шли в сторону Алкуна, и там сейчас завершается эта работа. Ну, можно было бы главам там и с подрядчиками переговорить, чтобы на каком-то участке там помочь делать эти тротуары и как-то организоваться. Если в Галашках там проблем нет, я там смотрел, в принципе, нет выхода на красную линию или за красную линию. И если тротуары делать там оно удобно, то в Далаково не знаю, насколько там удобно это делать. Почему? Потому что многие выходят тоже за красную линию. Здесь, там, где мы тротуары будем делать, конечно, надо людям максимально постараться обратно зайти за красную линию. Ну и плюс я еще раз хочу сказать, Далаково, например, если мне память не изменяет, мы там завершили на центральной улице, к новой школе, тротуары и все остальное. И в Яндере, во всех, и в том, что в многих селах там одна из задач стоит так, чтобы центральные улицы были максимально освещены и с тротуарами. А промежуточные улицы, давайте мы постараемся своими силами, там, главы муниципальных советов образования решать эти вопросы. Тем более и первый, и второй обращающийся – это из общественных советов, как взрослого, так и молодежного. Давайте соберемся вместе и каким-то образом сами примем участие в благоустройстве своих территорий. Иначе, ну, во-первых, нет в бюджете таких средств, чтобы делать там тротуары. Во-вторых, я вам скажу, в этом году мы, ну, если так память не изменяет, более 4,5 километров тротуаров уже сделали. И это продолжается тема, в том числе по проекту благоустройства городов. В том числе эта тема продолжается. Но везде это сделать мы не можем. Поэтому главным сельских поселений, вот здесь я думаю, что они меня слышат, надо просто спроектировать и вместе с жителями начинать делать уже хотя бы такие рабочие тротуары, и как появятся средства, возможности, просто положим асфальт там, или тротуарную плитку, но пока хотя бы сделайте из гравия там тротуары, чтобы люди могли ходить. Спасибо. Спасибо. Насчет воды в Далаково, ну, я повторяю еще раз для всех телезрителей, которые по воде беспокоятся, мы знаем, где у нас локальные вот эти ситуации, там, где не новостройки, новостройки, я считаю, не те, которые сегодня начаты, 1-2 дома стоят, а там, где новостройки уже, где уже не новостройка, а мы просто ее называем новостройкой, там уже 80% территории заполнено. Там будет реакция, мы будем сейчас продолжать эту акцию, эту работу. Надеюсь, что Игорь Иванович Сечин нам еще поможет с средствами, как и в прошлом году. И мы дозавершим эту программу и проект по обеспечению водой граждан. Но, тем не менее, у нас проблемы точки они остались, мы над этим работаем. И в ближайшее время, после согласования с общественными советами, с представителями общественных советов населенных пунктов мы будем собираться. Это, я думаю, что в октябре где-то это время будет. И еще раз поговорим по водообеспечению. Я бы просил руководителя общественных советов населенных пунктов, я вот в прошлом году допустил ошибку, что вас не собрал, но давайте мы более принципиально отнесемся и посмотрим и исторические моменты. Например, если в Сурхахах нам надо поставить там, 1 или 2 резервуара, там, они деньги, небольшие деньги, но все равно это деньги, то там проблема, она сама по себе исчезает по воде. Там просто наполняется резервуар, и люди там пользуются водой. В Плиево другая ситуация. Есть нижняя часть Плиева, верхняя часть, где вода есть, где воды нету. Там тоже надо там отдельные подходы. Не просто там в каждом селе нужно там, почти на каждую улицу отдельный подход должен быть. Как этот вопрос решить? Ну вот давайте вы тоже в общественные советы посмотрите, и вот эти предложения
максимально мы нарастим и с учетом наших возможностей и средств сделаем так, чтобы в следующем году у нас в жаркое время меньше было проблем с водой. Но здесь тоже встречная просьба к жителям. Вся основная проблема – это не уплата за воду, за свет, за газ. Если вы коммунальные платежи не делаете, очень сложно там каким-то образом пытаться провести у вас какие-то там мероприятия, связанные с ЖКХ. Здесь тоже я просил бы, чтобы это было двустороннее движение, и чтобы вы за коммунальные услуги платили. Спасибо. Спасибо. Давайте звоночек послушаем. Алло, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Юнусбек, зампредседателя привел пчеловод. Баху Аллорт лично, отклоняя внимание, мы милу Шерпудина, мэр Молдавика, Гоги Махмуда, особенно Хоняху Ханяч, а решить себе, чего произвещет долбатель, я вряд ли сделал. Баху Халфу, отклоняя, хашти шквачи, да, если бы халату хамзань, два разметки. Нас айрал. Я так понял, ассоциация пчеловодов. Да. Баркалди Ариасхол, Мамилов, Шерпудин, Баркалдали, парк надо делать в любом случае, парк с него не снимает с ответственности. А насчет пчеловодов скажу, что когда я их первый раз собирал, это была, мне кажется, что это была основная проблема республики. У них пока не коснешься, насколько там глубоко проблемы уже извечные, даже поделить место, где эти ульи должны стоять, даже этого не было. Поэтому, конечно, мы систематизировали, создали ассоциацию пчеловодов, поэтому вам спасибо, что вы дружно подошли к этому вопросу. Я надеюсь, что после того, как мы решим вопрос оползневой зоны, мы эту всю зону передаем пчеловодам, ассоциации пчеловодам. Там будут высажены так называемые медоносные деревья, и мы будем еще больше производить меда. И создадим условия для наших там, пчеловодов, не только для наших, почему? Потому что так же, как наши выезжают и в Краснодар, и в Ставрополь, и в Чечню, и в Дагестан, также оттуда будут приезжать тоже пчеловоды к нам. То есть это такая целая география пчеловодов по всем направлениям. И будем пользоваться вот этими там природными благами для того, чтобы все-таки чтобы с медом у нас в Ингушетии не было проблем. Баркал. Мы не можем не затронуть тему свадебных кортежей, особенно после того, как участники одного из кортежей устроили буквально транспортные баталии, скажем, на дороге. Вопрос этот больной, и он требует безотлагательных мер. Но как их осуществить на практике, спрашивают наши телезрители. У нас видеовопрос. Дедик Халта Юнусбек Баматгиреевич. Социально просто. Что на каждой свадьбе участковый глава администрации Халвезян. А вот в Дидез Нагасана Цанюште Шико свадьба Юлушхалч. Башкал Дарьясхал. Поручение, указ дать, и там задача не в том стоит, чтобы на каждой свадьбе я там давал поручение, где глава участвует, где его заместители участвуют и на контроль держит. Участковых там хватает в селе, не только один участковый, их там несколько участковых, и по своим участковым пускай тоже делится. И я не говорю, что у нас трагичная ситуация, у нас все нормально со свадьбами, просто те, кто нарушает эти правила, они постоянно пытаются выкладывать это в интернет и как-то выставлять республику в некрасивом свете. Еще гордясь этим, показывая на общество регион крупным планом, ну и так далее, неважно. Но вот те мои рекомендации, поручения, они связаны с тем, чтобы все-таки минимизировать ущерб здоровью любым гражданам на дороге. Потому что вот этим так называемым в кавычках безбашенным, которые не совсем понимают, что они делают. Неуважительное отношение. Я вообще не знаю, откуда это все берется. Да, и мы были молодыми, тоже старались где-то как-то там себя вести. Что ж там не таким образом как-то выставлять себя там и
какое-то уважение должно быть. Я понимаю, что друг, товарищ, там, хочется в хвост там, этой невесты, там, ну, сказать, как почетное место якобы. Ну, зачем это делать? Для чего это делать? Никакого уважения там, к тем старшим священнослужителям, которые там в колонии ездят. И самое главное, что таких случаев не только у нас, а и в регионах там, с такими нехорошими последствиями, их уже было много. Поэтому, конечно, мы стараемся как-то оградить. Я думаю, что если теперь есть вопрос задавать, найдет там и глава района, и глава села, как это все, если там в одном селе несколько свадеб, как там взять на контроль. В этом задача. И просил бы молодежь нашу особенно женихов так называемых, уговорите своих друзей, чтобы они настоящие нокости были. Просто обычно Аллах хамдали нокости мы же прижили, настоящие нокости были, доктары были, ханяк мулатиры, машина игла, ярмадила. То есть как-то можно самим попросить это, и даже надо нам даже вмешиваться в этот процесс. Ребята сами это все вопросы решат. Я думаю, так. Ну, давайте еще один звоночек примем. Алло, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да-да-да. Задать можно вопрос? Можно. Юнусбек Баматкиреевич, вас беспокоит Сунжа. Моя фамилия Мирзоев. Я инвалид первой группы. Я от Совета старейшин вас беспокою. У нас вот какой вопрос, собственно. На протяжении длительного времени «Газпром», Пятигорск такой есть, заколдованный круг. Вами выделяется нам помощь, вами выделяется в какой-то степени там, по субсидии, значит, помощь. И на протяжении длительного времени вот с этим, с перечислением у них никак не ладится. Вот, неоднократно обращались по этому поводу. И не поступает то, что выделяется, и то, что мы могли бы сами разницу оплатить. Вот. На звонки не отвечают. На обращение никакого ответа. Вот. Есть там такой, не знаю, Селихов какой-то там. Вот. И в результате, значит, к нему доступа нет, никакого приема граждан нет. Неоднократно мы бывали, несколько человек группами старались. И в конце концов решили обратиться к вам, поскольку я вас знаю, вы вопрос решаете, не затягивая. Поэтому убедительная просьба, чтобы они в свое время наладили вот эту систему перечисления и куда-то в течение длительного 2-3 месяца приходится ждать, в результате скапливается долг. И вот такое обращение. Баркалхан, извините, пожалуйста. Давайте я постараюсь там, ну, Селихова уже нету, в том числе из-за вот этих там, ну, нехороших отношений к этим просьбам. И это не первый сигнал, когда руководитель такого ранга игнорирует личное обращение, и даже когда старики приходят, там становятся, он даже, ну, соизволяет себе там не принимать их или там своим помощникам дает поручение, чтобы пообщались, там разобрались, почему там какая проблема. Я дам поручение, но здесь вопрос не в Селихове. Здесь вопрос в том так называемом газовике района, города. Почему он допускает вот эти вещи? Если вопрос стоит, я так понял, о монетизации льгот, то здесь надо разобраться, кто вводит в заблуждение, в том числе нашего уважаемого старшего, так как если есть договор с «Газпромом», в том числе или там МРСК, или с водоканалом, есть лицевой счет открытый, эти деньги туда поступают, минуя этих товарищей, они в любом случае эти деньги поступают ему на счет. Это не связано с энергоснабжающими организациями. Они совершенно другие деньги, они по другой схеме идут. И давайте я дам поручение, завтра-послезавтра разберутся, и
Я думаю, по вашему вопросу к вам приедет и заместитель руководителя Межрегионгаза и ваш районный руководитель, который лично должен эти вопросы отслеживать. И странно, что у вас нету и нет такой площадки обращения именно не к Селихову сюда, или неважно, кто здесь будет там в целом руководителем, а к районному руководителю этого профиля нет контакта. Здесь в связи с этим дал бы поручение своим помощникам организовать именно и везде развесить, чтобы жители знали, кто в районе руководитель или РЭС, или там газовой компании, там, или же водоканалов, чтобы люди могли напрямую туда обращаться. А уже после этого уже выходить на контакт уже наверх. Спасибо. Мы сейчас передаем слово колл-центру. Там работает наша коллега Мария Мистоева. Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что каждый из вас может обратиться к главе Республики Ингушетия во время прямого эфира, позвонив по номеру 8 800 301 41 42. Звонок бесплатный. Или написать смс-сообщение на короткий номер 4647 с кодовым словом «Диалог». На данный момент в колл-центр поступило уже 497 обращений. Тематика, как я говорила, абсолютно разная. Лидируют по количеству жилищные вопросы, их 97. По образованию поступило 80 обращений. По трудоустройству 78. По дорожной тематике 52. Земельных 43. ЖКХ 51. Здравоохранение 38. Материальная помощь 30. Спорт 12 и разное 16. Последний вопрос, поступивший, можно как раз отнести к тематике «разные». Он поступил от Мусы Тумгоева из Сурхаков. Мужчина интересуется, почему их сельскому поселению уделяется мало внимания. Ну, я сразу зачитаю второй вопрос. У Ахмеда Индиева. Ахмед Индиев написал нам из Малгобека. Он просит помочь ему с трудоустройством. У мужчины есть юридическое образование. Он многократно пытался устроиться на работу в МВД, но безуспешно. И Ахмед Индиев также выражает благодарность Юнусбеку Бамангиреевичу за то, что еще несколько лет назад в их городе была заасфальтирована улица Строительная. С этим вопросом мужчина уже обращался во время одной из передач «Диалог с народом». Да, спасибо. Ну, по Сурхахам, я не знаю, там, как мы мало, мы стараемся всем населенным пунктам уделить внимание. Наверное, там вопрос стоит, что там не строятся школы или садики. В этом году мы уже начали там строительство одной школы. Я думаю, что начнем строительство дошкольного учреждения. И дано поручение по асфальтированию центральной улицы, в том числе и разбирательство тому, качественно, некачественно был уложен асфальт в прошлом году в этом селе. Здесь опять же вопрос к общественному совету села, который не совсем добросовестно относится к таким работам, как дорожные и так далее. Там надо максимально участвовать в этом процессе и не быть в стороне этих проектов. Насчет Ахмеда Яндиева, спасибо, что напомнили насчет асфальтирования. Но насчет трудоустройства в МВД, я еще раз всем подчеркиваю, я не занимаюсь трудоустройством МВД. И даже если бы я этим занимался, МВД не безразмерное. Там есть свой штат, и больше штата. У нас практикуют некоторые чиновники по договору, по контракту, придумать тысячи причин, чтобы еще набрать столько же людей в штат. А там этого нельзя, и недопустимо. Поэтому там есть штат сотрудников, и еще дополнительно брать туда навряд ли, там, и при всем желании министр в состоянии. Поэтому, тем не менее, давайте обращайтесь туда. Там есть такие схемы, не только МВД, и в прокуратуру, и МЧС, и другие организации силовые. Там есть схемы, как профессиональный отбор, как и психологический отбор, там другие вещи есть. И если вы эти вещи не пройдете, то и физическая подготовка, нормативы, там много всего есть. И надо пройти это все. Если вы этого не проходите, то не надо прикрываться тем, что с вас требуют взятки. Если с вас требуют взятки конкретно кто-то, то назовите. В том числе я предостерегаю от этих так называемых посредников, которые, представляясь родственниками, чьими-то, ходят, собирают деньги, вы тупо им отделяете деньги, думая, что завтра, послезавтра они вас устроят. Поэтому здесь тоже не надо в эти вещи, аферы ввязываться. И тот, кто хочет пойти работать в МВД, вы хотя бы там, ряд человек уже спрашивал, а какие требования? Вот вы хотите МВД идти. Так, какие требования? Все, ничего не знает. А как вы хотите пойти работать в МВД, если вы не знаете даже элементарные требования? Вот просто даже. Просто вот устроите на работу, так же не бывает.
Поэтому давайте постарайтесь это правильно понять. И я могу только, если вы факты назвали, взятки, назвали фамилии, вмешаться в процесс там, и через прокуратуру постараться там, наказать тех, кто требует это направление, или по отношению к вам какую-то несправедливость. Там. Но не более того. Спасибо. У нас есть звоночек. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Жители Юнусбек Мамадгилевич, Сейд Гавишин. Маршал Даш, салам алейкум. Юнусбек Мамадгилевич, что отдаю хаваш. Я живу Хамагульват, инвалид первой группы бодрения. Что, пользуясь случаем, я хотел поблагодарить вас. В Татарстане реабилитационный центр для слепых варан Амдежура. Сиге жол сигалла вены. В 2013 году чувак хохо инвалидский голос чувак масыняны карахайда в центре масыняны благодарить для чувак он почетный грамоты жамы благодарность письмо подарка жамы ен. Хар шар хотик дамил долго чханы хотик долж массы божна халишки чувак директор старый массы долж хамаш халишки. Единственный первый президент, который посетил наш центр, чувак хвалит мне шамдут он. Чувак Сасилия, Хамдара. Я говорю, цеха от хай центре хаила, где у медресе прежде фашил хавар дедерт. Юнусбек Мамадгилевич, цеха соси инвалид первой группы подрения хануца, шанс инсултану вотса. Вы инвалид вот хатах. Около улицы Двалдани канализационный коллектор проводить здесь. Керда хаясы, карты, та отр регион, чуа трещиншан, чуа деформация латыжисы. Дух ущербан дион, дух не азгир хайша васыз хая сына дада ахтизадан зуарсу дион. Сызын исту ущерба дух знаха, ущерб ватыны диш, гона усул дядыр. Аз мэри воз центра Тимуад Адам Кяхтist. Гоно was of that day and the other sir. I watched that Gono was what's the social music. At the door. Посодействует Туха. Баркул Дарьясул дал маршал лучше, хорошие проекты и центры по обучению слепых. Мы там тоже с учетом опыта, я думаю, что то же самое сделали в республике. И я думаю, протокол запишет, и мы посетим этот центр медресе, где они обучаются, слепые наши, ну и инвалиды. А насчет дома, Трешин и так далее, я думаю, мэр города меня услышал и завтра мне доложит по этому вопросу, что нужно там делать. Обязательно поможем и восстановим, если там все соответствует. Даже если не соответствует, все равно восстановим, все сделаем. Там. Не беспокойтесь. Так, ну давайте тогда отвлечемся от республиканских обращений и проблем, поднимемся на федеральный уровень. В 2018 году в России, в принципе, все ждут президентские выборы, и действующий глава государства Владимир Путин прямые вопросы о его участии в этих выборах пока никак не комментирует. И вот лично вы, хорошо зная Владимира Владимировича по совместной работе, хотели бы продолжить с ним эту работу в течение следующего президентского срока? Это типа вопрос. Будете участвовать, да? Но я думаю, что еще рано об этом говорить насчет выборов. И это вопрос надо проговаривать, обсуждать. И поэтому я бы здесь, точно на диалоге с народом об этом не хотел бы там говорить. Поэтому давайте мы больше займемся проблемами людей разными на диалоге с народом. Спасибо. Ну, ряд вопросов, поступивших на нашу программу, касается строительства социальных объектов в селениях республики. И давайте посмотрим один из них. Леди Халшин Масани, уважаемый Юнусбек Мамадгилевич, я Берсингова Амина, сельское поселение Вежари. У нас такая просьба к вам. В нашем селе около 100 детей дошкольного возраста и отсутствует детский садик.
Если это возможно, хотелось бы попросить вас хотя бы временно, пока нам его не построят, открыть либо при школе дошкольное образовательное учреждение, либо уже как-то построить этот садик. Ну, давайте мы изучим тему. Навряд ли там при школе можно сделать это, как и сама школа там такая, не совсем там соответствующая. Потом у нас в проекте стоит школа, детский сад в Вежери. И дорогу туда сделать, там, мы там будем менять дорогу с учетом того, что Вознесеновская и Бековичи, и поселки там Лермонтов и другие, они там уже под снос. Поэтому мы там будем объездную дорогу тоже делать. Поэтому в рамках вот этого всего проекта по Вежери мы там будем, конечно, заниматься и благоустройством села. Мы надеюсь, что в ноябре мы уже приедем туда, и конкретно уже план развития села на 2018 год мы там уже обозначим перед жителями. Я не скажу там в каком году, но я думаю, что с учетом тех планов, которые уже сегодня есть, я думаю, что в 2018 году мы там уже можем начать строительство не школы и садик отдельно, а одного объекта школы, где будет под одной крышей школа и садик. Тем более там, насколько я знаю, там 80-110 детей, и для них достаточно там построить на 120, на 140 детей дошкольное учреждение. Но это будет под одной крышей школа и садик. Ну и сейчас снова переместимся в колл-центр. Марим, тебе слово. Через несколько минут на видеосвязь с нами выйдет Назрань, а пока готовится подключение, я зачитаю один вопрос. Обращение коллективное, потому имя не указано. Уважаемый Юнусбек Баматгиревич, мы, жители сельского поселения Барсуки, Гамурзиева, Насыркорт, просим вас ускорить решение вопроса о расширении федеральной трассы «Кавказ». Большая загруженность этого участка трассы приводит к частым авариям и гибели людей. Да, мы занимаемся, спасибо за обращение. И буквально вчера-позавчера мне докладывали, проходит сегодня проект по федеральной трассе госэкспертизу. Росавтодор этим занимается. И после прохождения госэкспертизы уже в этом году первые 300 миллионов рублей, на следующий год планируется продолжение трассы. Тем более это тоже стоит в рамках протокола поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но проект, сметная документация и прохождение экспертизы это занимает на такую дорогу и на такую работу такое большое время, это почти год. Поэтому я думаю, что в этом году мы обозначили главный приоритет – это Магазский круг развязку сделать, уже в этом году начать делать. А дальше уже со следующего года уже продолжение реконструкции, уже как оно шло со стороны Чеченской Республики, где она у нас остановилась. И я думаю, что в этом и в следующем году мы активно продолжим эту работу. Спасибо. Ну а сейчас обещанное прямое включение из Назрани. Светлана, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Мария. Добрый вечер, уважаемый Юнусбек Баматгиревич. Мы находимся во Дворце культуры города Назрань. Здесь, как вы можете видеть, собрались представители молодежи. У всех у них есть к вам определенные вопросы. Давайте они их зададут. Все? Представьтесь. Сайкалович Юнусбек Баматгиревич, Магомед Цуроев. У меня вот такой вопрос. Вот недавно была реконструкция, отремонтирована улица Московская. В связи с чем, пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность. Данная улица была асфальтирована, что привело эту улицу в очень такой приятный, красивый вид. И в связи с этим у меня вопрос, возможно ли проложить освещение по данной улице, так как я считаю, что это было бы хорошим завершением реконструкции данной улицы. Спасибо большое. Улица Московская имеет имя нашей великой столицы, нашей страны. Это же плохо, что там нет освещения. Я думаю, что Алихан Тумгоев услышал и доложит предложение по освещению. Тем более мы эту задачу уже ставили, кстати, к нам обращались жители. Доложит по этой улице, как это лучше делать. Так, у нас еще будет вопрос? Что-то не так это.
одну улицу, столько народу стояло. Но, видимо, мы еще вернемся. Она пожадничала, наверное, не решилась больше. Дадим им еще шанс. Позже постараемся, да, связать. Но свои вопросы нам присылают не только рядовые жители республики, но и руководители крупных предприятий. У них к вам, уважаемый глава, серьезные производственные вопросы. Все внимание на экран. Сейчас будет видеообращение. Суров Магомед Ахмедович, генеральный директор акционерного общества «Технопарк Сердова». Дедахела Юнусбек Магомедович, вот мы здесь находимся в одной из производственных цехов, где будем производить, в частности, светильники для офисного, для школ, для общественных мест типа Армстронг. И в связи с этим у меня вопрос и пожелание, вот, чтобы все строящиеся объекты республики максимально оснащались нашим осветительным оборудованием. Я ознакомился со сметами тех подрядчиков, которые сейчас ведут строительство, знаю, что у них заложены люминесцентные светильники, и знаю, что наши в 2 раза более энергоэффективные и по цене соответствуют их стоимости, тех, что заложено. Но подход чаще всего подрядчиков стоит в том, что максимальной прибыли, не очень социально ответственный, я считаю, подход. Здесь важно, чтобы они понимали, что важно не только построить, но и потом эксплуатировать. И тут важна экономия на освещении. Поэтому вот, прошу вас помочь довести эту информацию, довести понимание этой ситуации для подрядчиков, чтобы они более активно покупали нашу продукцию. Тут же можно вспомнить завод ЖБИ и швейную фабрику. Они тоже должны в первую очередь работать на местный рынок. Да, и, например, фабрика та же могла бы шить форму для ингушских школ, чего до сих пор не делает. Ну, я скажу так, фабрика швейная тоже должна рекламу своей одежды делать. Во-первых, там не все рабочие приняты, почему-то я по этому поводу вчера делал замечание. Во-вторых, они должны конкурентоспособными быть. И если они выставляют одежду, насколько я помню, сегодня там где-то даже платье для девочки там под 8 тысяч рублей, то это неправильно. Потому что такое же платье покупают там на рынке там, или где-то в другом месте по 4 тысячи. Я не говорю там про материал, ну, хотя и по материалу не соответствует. Там синтетика, не синтетика, там надо смотреть, там, чтобы Роспотребнадзор отконтролировали. Но при этом фабрика должна быть не и фабрика, и ЖБИ, и в том числе завод светодиодный. Вообще все производители, они должны не административным рычагом пользоваться в реализации своих товаров. Они должны конкурентоспособными быть, раз. А второе, вот то, что сейчас было сказано в этом плане, я думаю, что, во-первых, этому вопрос можно было задать тогда, когда я там нахожусь, и не надо было обязательно выходить на прямой эфир, время занимать, но тем не менее, скажу так, что всем это поручение уже дано на 2018 год, сколько нам нужно в строящихся объектах. И плюс даже вот в этом НТК, на телевидении, на всех, и мы там, как только в полный цикл завода начнет работать, предприятие начнет работать, мы тут же в обязательном порядке всех обяжем именно оттуда брать. Почему? Потому что это наше производство, если мы у себя не будем приобретать. Но оно должно быть, я уверен, что там будет качественно, почему? Потому что некачественно там делать невозможно. Тем более этот завод переходит, и я это попросил, чтобы под контроль взял Ростех, лично Сергей Викторович Чемизов, а там некачественно не пропустит все равно. И здесь мы максимально постараемся все завести под этот завод. Но я не хотел бы при этом ущемлять тех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются поставками этого, в том числе, или схожего с этим светодиодного оборудования. Почему? Потому что это все-таки и рабочие места, и конкуренция, ну и антимонопольная служба навряд ли нам это позволит. Поэтому здесь будет зависеть от того, что насколько конкурентоспособны вот все по отношению к товарообороту. Но все равно будем регулировать эти вопросы и обязательно, конечно, сделаем так, чтобы 70% закупки были с наших заводов. Спасибо. Спасибо. Ну и сейчас Светлана Томова постарается выйти с нами на прямую связь из Назрани. Света.
Как вы можете видеть, сюда еще подошли люди, которые просто жаждут задать вопрос главе республики. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Сердий Калчин, уважаемый Юнусбек Бамангиревич, я жительница Назрановского района Кукрхоева-Залина. Мне хотелось бы узнать, задать вопрос, вернее, по поводу электроснабжения, потому что у нас очень часто вечером бывает слабое освещение, и, соответственно, из-за этого очень часто возникают проблемы с водоснабжением. Также хотелось бы в подскриптуме задать вопрос, проводятся ли программы в республике по реконструкции ветхих электросетей. Спасибо за внимание, всего доброго. Спасибо. В этом году заложено и в ближайшее время, я думаю, начнется финансирование по реконструкции. Это более миллиарда рублей на реконструкцию вот именно сетей. И с Роснефтью у нас есть договоренность, и я в ближайшее время заслушаю по этому поводу, что делается, и реконструкция именно вот этих сетей, межмуниципальных, межпоселковых сетей, там, где у нас основная проблема по потерям. В том числе в рамках этих реконструкции сетей заложены средства, в том числе по реконструкции, ремонту наших трансформаторов, из-за чего больше проблемы и по освещению. Ну а к жителям, конечно, просьба. Сегодня основная проблема то, что жители не платят за пользование электроэнергией. И когда люди не платят, очень сложно это все содержать. И тех ресурсоснабженных организаций очень сложно найти средства для того, чтобы содержать эти проекты. У нас сегодня из-за того, что жители не платят, у нас нет вообще ресурсов, резервов для того, чтобы закупить трансформаторы, чтобы закупить провода. Когда даже что-то случается, мы это заводим со стороны. Потому что нет резервов ни у кого. И мы всем кажется, что это просто так все это свалилось, и просто так все бывает. Просто так ничего не бывает. Поэтому здесь тоже просил бы все-таки жителей более дисциплинированно относиться к платежам. Насчет того, что в конкретном селе, почему, здесь я тоже просил бы все-таки найти эту девушку, узнать, там, с какого она села, и разобраться не только в этом, а и в других селах, почему освещение падает. Потому что бывает такое, что кто-то чрезмерно потребляет, но при этом продолжает за это не платить, отключая счетчики. У кого-то дома генератор, у кого-то еще, у кого-то мини-заводы стоят, у кого-то еще что-то происходит. Когда на входе или в середине села кто-то забирает больше, чем положено на дом, конечно, в других местах это все уже начинает уровень освещения падать. Поэтому здесь тоже надо посмотреть. Ну и плюс причина, как я говорил, в самих трансформаторах. Если они старые, изношенные, здесь тоже есть такая проблема. Спасибо. У нас еще один вопрос из Назрани. Как вы можете видеть, поток вопросов не иссякает. Сейчас он прозвучит от жительницы Назрани. Представьтесь, пожалуйста. Два вопроса. Тима Кусеева, проживаю в городе Назрань. У нас такой вопрос. Вот за массивом в новостройках очень много людей проживают, вновь построившись. Молодые семьи в основном. Есть многодетные семьи. Вопрос в том, что там нет газа, света и воды. Вот в этом у нас проблема. Имеется в виду за каналом, да? Да, за каналом. Да, за отсутствие газа, света и воды очень многие люди не могут туда переехать для проживания. Вот вопрос. Можно ли в этом помочь как-то? Да, можно помочь. Газа, мы же не раз говорили об этом, но и властям города задачу ставили. Есть такое недопонимание самих жильцов тех новостроек, которые за каналом. Я повторяю еще раз, у государства нет таких средств, чтобы за каналом везде проложить газ, свет, воду. Мы там максимально делаем к тем местам, где у нас сейчас есть потребность, где мы построили социальные объекты, школы, садики там, или поликлинику и другое. Но было вам рекомендовано собраться, как это везде делается. Во-первых, вы, так же как и в других районах республики, бесплатно совершенно получили землю, что нельзя было делать. Земля должна была выставиться на аукцион, а деньги, которые выручены за эту землю, должны были пойти на благоустройство этих территорий, на свет, на дорогу, на газ, на все остальное. Но жители почему-то не хотят это понимать. Дайте мне участок, а я дальше разберусь. Потом поставить вагончик дома, а потом сказать, дайте мне теперь газ, свет, воду сюда, принесите мне. Оно также просто не носится, что мне. Поэтому здесь я просил бы все-таки власти города и того муниципального там, префекта там, за каналом, кто отвечает, Альтиева, там, чтобы они собрали людей, сделали общественную группу, временную администрацию,
И рассчитали, сколько там нужно денег. И по газификации в этом году у нас заложено там, и «Газпром» пошел навстречу, более 300 километров там, газификации республики. Давайте посмотрим. На том числе и Альтиево там стоит, и за каналом тоже это все стоит в плане проектах. Но все равно помощь ваша нужна будет. И жителям надо будет в какой-то степени тоже вложиться в то, чтобы не достающие средства только вложить. Это может быть сумма там, от 10 до 30 тысяч рублей, не более. Кто-то скажет, что у меня таких денег нет. Ну, ребят, так по-другому тоже не бывает. И в федеральном бюджете или в госкорпорации, в бюджете республики тоже нет таких возможностей, чтобы всем все бесплатно прокладывать или делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, еще раз изучим. Но все надо начинать с первого. Там, кто отвечает за это, кто среди вас выставлен там главный, временной администрации, это будет или общественный совет, чтобы органы власти этих денег не касались, чтобы вы сами целенаправленно видели, куда эти деньги собираются и для чего расходуются. Спасибо. Важный вопрос. Насколько в республике успешно реализуется программа по адаптации и социализации семей участников НВФ? Особый интерес вызывает ваше предложение направлять в отряды инармейцев детей из семей как погибших сотрудников правопорядка, так и бывших членов НВФ. Ну, я бы не заострял здесь внимание. Конечно, здесь у нас процесс идет нормально, и многие благодаря вот этой площадке нашли возможность выйти из этого состояния. Мы недавно, проводя митинг по солидарности в борьбе с международным терроризмом, тоже об этом говорили. И те ребята, которым помогли, они не побоялись, не постеснялись выйти и признать, да, у нас были такие ошибки, посмотрите на нас, мы сейчас стоим на ногах, находимся в своей семье, развиваемся и благодарны за это. Поэтому я не буду сейчас цифры проводить, там большое количество молодежи, детей. Здесь нам надо задуматься, что за каждым этим молодым человеком стоят его жена, его дети, мама, папа, братья, сестры. Это огромное количество людей, которые уже не беспокоятся за него и спят себе спокойно. И благодарны в том числе и власти за то, что создали вот эту площадку. То, что мы не только по детям, я эту задачу ставил, почему? Потому что сам лично участник вот этих переговоров, разговоров, сам посещает, в том числе в Троицкой, и в Сунже, и в Нестеровке, семьи уничтоженных, ликвидированных членов бандподполья, где мать осталась одна с дочкой там, или с невесткой. И когда соседи как-то стараются их обходить. Я там собирал женщин, соседей, тоже просил их, там, давайте, нельзя. Ну, случилось. Давайте вы как-то интегрируйтесь, помогите им. И Пяшка объяснила, Галами Талевалшалыч, Саулучана, не обходите их стороной. И Чайфлик, дачи, камял дуется, Чайфлик, дачу, Шедол, Шашпилик, то есть не отталкивайте их дальше. Им же надо среди вас жить, они же никуда не улетят, не испарятся. Интегрируйте их в обществе и вот этим самым покажите, что хоть и их там родственник непонятно по каким там призывам пошел убивать наших же самих граждан, но мы все равно к ним относимся по-человечески. И давайте постарайтесь сохранить хотя бы то, что уже осталось. И в том числе по вдовам уничтоженных там, или убитых там, бандитов, или членов подполья, или замешанных в этой среде. Чтобы и с ними работа была, мы и матери Ингушетии этим занимаются, и будем это все продолжать. И, конечно, дети. Почему? Потому что у нас страна с социальным обязательством, независимо, кто там был твой родитель, или там брат, или кто бы ни был, все получают пенсии, все получают детские пособия, где больше, где меньше, но никого не отталкивает государство, все одинаково получают это все. И в этом вопросе, конечно, мы должны особое внимание обратить на детей. Почему? Потому что если ребенка оставить в среде с матерью и своей этой болью, а как бы мы ни хотели, можем называть их террористами, бандитами, еще кем-нибудь, но они тут же, мы должны понимать, что они чьи-то отцы, чьи-то мужья, чьи-то там сыновья. То есть это не то, что виртуальные люди. Они в нашей среде были. И у них есть дети, у них есть жены, которые остались вдовами, у них есть родители, которые остались, если у кого есть там, братья, сестры, и особенно дети.
И мы должны с этими детьми, конечно, работу тоже проводить. Не в плане агитируя, что вот твой папа был плохой, там, нехороший, он был бандит. А в плане того вообще не затрагивать тему отца. А в плане давай понять, что он такой же член общества, гражданин общества, ребенок наш, имеет право и на детский сад, и на школу, и на все с учетом этого. Если мы создаем какие-то площадки, юная армия это будет, там, или же другие там, какие-то детские площадки, конечно, дети должны все там быть. И их не надо делить на своих или на чужих. Вот поэтому эта задача стоит, и я надеюсь, что по достоинству оценить это, в первую очередь, родители этих детей, кто там остался, и постараются сделать так, чтобы уже в среде этих детей не было вот этих разговоров, кто свой, кто чужой. Спасибо. Спасибо. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. Маша, да, шихался. Я называю, да, вот, чакон. Саряжа, тахам дывы, няхны, смуряд, вачхы, хубы. Хатни, чаны, стивно, зелени, магазины, ждая, это, джадикша, терфандерсон. Няхы выш, безу, молыш. Скандалы же, ваша гастрды, берешті, что-то не связка харат бодуж бы, шедезу, стыдалы малыман дағу болуж бы. Біз дейін змалыр доқпыш, карбулаки, переезду, аяқ мобилинге карьера ехе. Слебет щитики сдохпыш, открыто сдохпыш. Так, змалыр цахалчы лирики, заатмал чалык махан бейерш. Задақ теші, там дарилин, жауына ғосты құддождар чоқ. Баркал Диарясхал, Диагонор, в обществе должна мы делать, если металли Валашалчу, мы живем в правовом государстве, у нас есть магазины, где имеется лицензия, где имеется законное право продавать там непаленую, там, спиртосодержащую продукцию. И здесь я бы не стал ограничивать в этих вещах, хотя, признаюсь, сам не пьющий, никогда не пил. Но, тем не менее, это имеют право люди. Среди нас живут в том числе не только мусульмане, но и православные, и другой веры люди. И каждый имеет там право реализовать свое там, гражданское законное право. Но уж точно власти города должны реагировать, контролировать, как это все происходит. И в чем вопрос? Я, конечно, не буду в положенное время, если туда заходит взрослый парень там, или мужчина, тем более, покупает водку, я, конечно, не буду там его бить по рукам там, или говорить, почему ты водку покупаешь. Это его право, его дело. Уж точно вы займитесь тогда воспитанием своих детей дома. Не возлагайте это воспитание уже на меня, точно. Но если там продавцы нарушают временные показатели, занимаются этим не в положенное время, или же отпускают на руки там, несовершеннолетним, тем более, здесь, конечно, самое жесткое реагирование должно быть. Тем более, я не знаю, вот эти две точки, они лицензированы или нет. Мы дадим поручение, я думаю, что записали, там, и власти города, там, и те, кто сейчас нас слышит, и в протокол это тоже будет внесено. Вообще все вопросы мы будем рассматривать, не просто здесь ответили, там, не ответили. Даже те вопросы, которые здесь не будут озвучены, по ним будет работать рабочая группа под председательством председателя правительства республики. И мы обязательно, в том числе, к этим двум магазинам подойдем. Ну и насчет того, что женщина сейчас только что сказала, что было в 2008 году, я помню это. 3 проблемы в республике было. Первая проблема, это, конечно, была там теракты, обстрелы, убийства. Это самая главная проблема была. Вторая проблема была, это так называемая коррупция, коррупционная схема, когда каждый, кто трудоустраивался, должен был что-то платить. Ну и третья проблема была аптеки «Панацея», если помните, да? Когда фирма такая была «Панацея». Я помню, когда я заехал в республиканскую больницу, ну, не скажу 20, но штук 10 точно там на каждом шагу, на каждом углу эти аптеки. И когда я задавал вопрос, а зачем? Ответа не нашел. И самое главное, что все, кто там работал, никто не был учтен как рабочий. Все стояли как безработные. То есть мы, я помню, там за какое-то время там ликвидировали их. Вот цифру, если вспомнить, более 47 там, вот, цифр аптек во всех там городах
Были протесты, были недовольные, сносили. Если взять в районе автовокзала Назрани, тогда мэр города был Аздой Баял, мы там порядка 40 или 30 там ларьков этих сносили. Помните, да, там водители даже дорогу они не видели, насколько это плотно все поставили все. Вот эта тема была. А за каждой этой аптекой или за каждым этим ларьком обязательно стоял какой-то там или нынешний, или действующий, или бывший чиновник. И обязательно там появлялись схемы, чтобы этого не ликвидировать, не убирать. И сегодня задача сделать максимально так, чтобы нарастить этот потенциал, навести порядок в остальных схемах. И вот такие торговые точки незаконные, конечно, их надо убирать и подключать здесь. Я не беру там общество. Кто-то говорит, вот там имам должен пойти там уговаривать эту женщину там, или там мужика, который водку продает. Да не должен имам этого делать. Имам должен проповедь в мечети читать и рассказать людям, что харам, что не харам. А если сейчас имам начнет каждому лезть, ну, тогда это будет не совсем правильно, мне кажется. И подставляем в том числе его как священнослужителя. А вот общество, и глава села, и общественный совет села, и молодежный совет села, они, конечно, должны все реагировать очень жестко, как общественно. Но самое жестко должны на это реагировать, на беззаконие должны реагировать органы власти. Участковые, те, кто имеет полномочия и так далее. Спасибо, мы проверим обязательно в Карабулаке, потому что в других местах в рамках этого вопроса вот эти точки, где торгуют спиртосодержащими продукциями. У нас прямое включение из Назрани, там 2 вопроса назрели. Давайте посмотрим. Уважаемый Юнусбек Баматгиреевич, у нас здесь еще желающие задать вам вопросы. Давайте узнаем, какие они. Седик Хач Юнусбек Баматгиреевич, жительница города Назрань Умарова Марина Ахмедовна. У меня такой вопрос. Я проживаю в ветхом жилье по улице Асканова, 67, квартира 5. Это дом барачного типа, на 6-квартирный. Он стоит в программе ветхого жилья. Очень хотелось бы узнать, какие сроки и когда будет решен вопрос по ветхому жилью в городе Назрань. Мы знаем, что да, еще спасибо. Седик Калшин Юнусбек Баматгиреевич. Я жительница города Назрань, Амуцольгова Мария. Хотела бы поблагодарить вас, вашу команду за то, что в нашем городе появилось очень много школ, садиков, то, что у нас процветает республика. У меня вопрос насчет библиотеки, которая находится в бывшем здании конторы совхоза Назрановского. Библиотека находится в помещении, которое в аварийном состоянии, и где в библиотеке содержатся документы городского значения. И, хотелось бы вас попросить, чтобы вы нам выделили новое помещение, чтобы переехать. Баркалшан Дярясхал. Баркал Дярясхал. Ну, по поводу ветхого жилья. Я вчера, уже сегодня там поручение уже готово, вчера дал указание, что по ветхому аварийному жилью у нас много проблем, и вопрос в том числе в рамках этого диалога было по Малгобеку. Я назначил Малгобекский район, это Дикажа Мухарбек, начальник руководителя аппарата правительства. По Сунжинскому району это мой помощник, советник Бузуртанов Башир. По Карабулаку это будет товарищ Целоев, тоже мой помощник. И по Назранском районе тоже там определен, там, кто будет курировать, кто будет это направление вести. Я думаю, что в ближайшее время они мне доложат. Здесь одна ошибка. Предыдущему там, это Арабхана Муса будет, да, заместитель министра строительства, Назранский район. Предыдущим руководителем этого направления мной была поставлена задача, чтобы каждый житель ветхого аварийного жилья, квартирного я имею в виду, квартирного подчеркиваю, понимал, когда, в какое время этот дом будет снесен или будет построен вместе этого дома где-то дом, и он будет переведен туда под роспись, и до каждого это довести. Этого сделано не было, поэтому вы и не владеете этой обстановкой. Я думаю, что дайте нам срок, точно до конца ноября, оставить до конца октября, мы эту задачу выполним, и на каждой двери
на каждом подъезде будет вот эта табличка висеть, когда и каким образом вы будете переселены из ветхого аварийного жилья. Но я уж точно знаю, что ваш дом в том числе должен быть переведен или реализован в этом году. Почему? Потому что мы в втором этапе участвуем. Дома, я сегодня проверял, в том числе строятся. И для вас тоже строится жилье. Единственное, для меня странно, почему до сих пор об этом не знаете. Доведем до вас информацию. И все жильцы, которые заявлены, а это уже более 30 домов, не 30, а 30 домов, которые у нас оставшиеся были, как квартирные дома ветхие, аварийные. Под них строится 12 домов, уже многоквартирных, там и в Сунже, и в Назране, и в Малгобеке, и в Карабулаке. И эти люди должны быть до конца года все переведены с аварийного жилья в эти новые дома. Спасибо. Насчет библиотеки, дам поручение, посмотрим. И давайте посмотрим, куда можем вас переместить. Тем более сейчас новые здания строятся, и цокольные этажи, они с дневным освещением, проветриваем, хорошие этажи. И я думаю, что власти города в том числе, если это городская библиотека, могли бы найти площадку, где можно было бы эту библиотеку перевести. Поэтому я дам поручение, мы изучим тоже этот вопрос. Вот мне сообщают, что до нас дозвонился Хаваш Аздоев. Этот человек звонил по поводу медресе для незрячих. И он сообщает, что его вопрос уже решили и хотел бы вас поблагодарить. Да, вот как-то так. Быстро ему деньги дали. Вас дал Саадол, кто решил вопрос. Алмаш Лол, Баркулдер Ясхол. Алло, так он на линии, да, на связи? Да. Юнусбек Бамадгеевич, Ясхол. Аляхан, мэр города Аляхан, Русман Сар, вопрос уже решили мы. Вот зря ты это сейчас сказал, что все начнут задавать вопросы, проблемы такого же типа. Баркалди Алясхол, но опять же плохо, что это надо было доводить до вот этого там, состояния. Решили, молодцы, хорошо. Так, что мы делаем дальше? Принимаем звоночек или переходим на видеообращение? Давай чай попьем. Видеообращение, да. Но так как я простудился, кондиционер, я бы не против, никто же не против, если я чай попью горячий. То есть паузу берем? Нет, паузу не берем, что я буду чай пить и разговаривать. Чай, молодежь, канал, ты слышал здесь? Чай в студию, наверное, да? Да, чай в студию, да, если можно, да. Давайте. И пока посмотрим видео-вопрос. Я, кстати, был на утренней передаче, так не дождался ни чая, ни кофе. Кстати, я помню. Поэтому сейчас постарайтесь принести чай. Студию, а пока смотрим видеообращение. Здравствуйте, я Плиева Аза, живу в Верхних Очелках. У меня такой вопрос к нашему главе. У нас в республике существует такая программа «Помощь молодоженам». Я хотела бы узнать, могу ли я попасть в эту программу. Можете, наверное. Надо просто обратиться по адресу. Я не думаю, что вам откажут, но единственное, там надо правильные документы представить. И от того, что было раньше, я там не допускаю, чтобы там деньги напрямую выделять. Мы сейчас или жилье строим, или же выделяем жилье, чтобы не было вот этих коррупционных, в том числе, схем, когда 50% откат там по программе, насколько я помню, государство выделяет 30%, с учетом количества детей там, до 35%. Остальные деньги должны там молодая семья сама уже найти. То, что мы строили молодежный дом, таким же образом строили. Поэтому, если у вас есть такие средства, возможности, обращайтесь, пожалуйста, по адресу. Но конкретно по вам я дам поручение, там зафиксировали ваш звонок, ваше обращение. Я думаю, что к вам приедут. Давайте там напрямую тогда пообщайтесь, постарайтесь там обосновать, что вы... То, что я вижу, что молодая семья, это я вижу, а вот что вы можете войти в программу, там, ну и плюс учитывайте, что есть все-таки очередность. И даже диалог с народом не позволяет мне менять очередность. Почему? Потому что есть законы физики, их надо соблюдать. Спасибо. У нас еще один звонок от телезрителя. Вы в прямом эфире говорите. Алло. Да, мы вас слушаем. Я бы хотел задать
На 1500 мест построили школу инновационную в городе Магаз, но о транспорте не подумали, как дети должны сюда ездить, на каком транспорте. Можно этот вопрос решить? Я пытался связаться и в Министерство в Министерство образования и в правительство, во все инстанции звонил, никто мне конкретно не может дать на этот вопрос ответ. Да, спасибо. Ну, если брать транспорт для педагогов, для обслуживающего персонала, это одно. Конечно, там транспорт должен быть, и я это поручение дал, чтобы маршрут, движение маршруток и так далее уже делать там с учетом этой школы. Если брать транспорт, если вы говорите про школьные автобусы, то там это не положено. Почему? Потому что все дома, которые там находятся, они находятся в радиусе 3 километров, ну, максимум. И дети, конечно, в школу должны ходить пешком. И здесь для детей, тем более для 1500 детей, если когда школа заполнится, транспорт не напасешься. Поэтому эти школы, по моему поручению, хотя это не должно быть мое поручение, это по правилам игры, по закону, все и лицей, и школа Марьям, и эта школа, они распределены, или к ним прикреплены дома, с учетом вот, в том числе и вот этой транспортной логистики. И в Магасе, поэтому у нас на школах нет школьных автобусов. Их не должно быть. Там будет только газели для определенной помощи, решения хозяйственных там вопросов в школах. А так они в шаговой доступности этой школы находятся, поэтому будьте добры это учитывать. А для персонала, как я сказал, маршруты надо пробить, я это поручение уже давал, чтобы заезжать не прямо отсюда, а уже в объезд, через пост, снизу заезжать, и чтобы мимо школы заезжали, уже заезжали дальше уже в Магаз. Чтобы пассажиры могли бы, там, учителя, там, педагоги могли бы там уже на остановке школы или там революционный центр выходить и идти в школу на работу. Ну вот у нас есть короткое как бы пояснение, такое видео-пояснение к этой проблеме о дороге. Давайте посмотрим. Это любительская съемка. Любительская. Школу. Да. Каждому ребенку по автомобилю называется. Но, знаете, это мы не исключение. Здесь, конечно, надо отрегулировать там и родительскому комитету, в первую очередь, каким-то образом. Если каждого ребенка, вы сейчас посмотрите, там одно, я там поручение, конечно, дам, чтобы мы дружинников выставили, там разобрались. Если вы посмотрите, там, откуда возят детей, ну, это буквально там под носом. И если вы детей, как наших стариков сейчас возят там вправо-влево на машинах, также детей начнете возить, я думаю, что это не совсем правильно. Мы там делаем сейчас тротуары, сделали светофоры, и дальше это все в течение месяца наведем там порядок так, чтобы обезопасить детей. Ну, я бы просил все-таки тех родителей, чьи дети живут в радиусе там хотя бы там 1,5 километра, постарайтесь уйти от этих там автомобильных пробок там, потому что мы там коллапс уже создаем. И нам рано или поздно придется там какие-то радикальные меры принимать. Вплоть до того, что запретить туда заезд вообще автобусов. Тогда еще будет больше жалоб. Поэтому постарайтесь все-таки не делать этого и приучите детей ходить туда пешком. Мне так кажется. Для здоровья. Плюс мы сейчас посмотрим, откуда эти машины. Почему? Потому что если посмотреть, это как раз те родители, которые клянутся на Коране, в том числе, да, там, Дубуш, а на самом деле живут якобы там в Магасе, а на самом деле не живут, значит, в Магасе. Они с населенных пунктов приезжают и приводят детей туда, что тоже имеет, наверное, скорее всего, место быть. Угу. Есть еще один видеовопрос. Давайте посмотрим. ايش نورتر البوشنان اسمع على عجبه سخاطر مش در الشيء يونس بك هوك تيورت اش كنش كاش بيرش ايدي يا حاجه موت جيت شكولي مس ريسبوبليكي هنا دحسا اشخاص تاج اشكولش كنش كاش ايدي تدي جد تخيورت هون سانشن شكول كنش كاش بيرش ايت انت سوسيت يور زغت ديقش مش تنطق بتخيورت تاخ نشق ما رحمة أتسمى جز باج بخ مو بولج بوشناخ تاخن كنش يحتو باش حتى خاطر هنا فود ملت استخوك إيدي سبيرش إيدي هذا كنش كاش ديريكتور يوهي زاوج يوهي ني سوق صار سوى بروسا تخونه عجب تشبع خيط تخون يا خلهون Первое, не сёгоц, у нас 100% учебниками дети обеспечены во всех классах. Это раз. Второе, если директор школы и классные руководители в свое время
Я сейчас комиссию эту назначил уже. В свое время, когда дети выпускаются, в прошлом году, например, переходят в другие классы, не проверили эти учебники и не заставили родителей детей, которые испортили учебники, новые купить, и не заполнили эти учебники, это уже их вина, и они за свой счет должны это все восстановить. Но уж точно не родители. Это раз. Второе, в каждой школе, в библиотеке хранятся, сейчас надо, тоже дал я поручение проверить, должны были храниться резервный комплект учебников с учетом роста количества детей на классы. Там. Ну, в основном это у нас происходило там. И директор школы уже знает там, с учетом там, количества детей там, в разных классах, сколько детей у него будет больше, там, например, во 2 классе или в 3 классе, или им сколько меньше. Они с учетом этой разницы, эту разницу должны были из библиотеки поставлять сюда, или же, наоборот, в библиотеку ложить, если, например, в 3 класс переходит там, на 5 детей меньше, чем это было там, в прошлом году. Поэтому вот это, я думаю, что задача это не выполнена, и Министерство образования на контроле этот вопрос не взяло. И поэтому сейчас те дети, которые учебники или потеряли, или не сдали, или же привели негодность, сейчас родители новые должны якобы за них там это платить. Поэтому это неправильно. Это раз. И второе, ну, не соглашусь с тем, когда вот выражается вот таким словом, как «мискба хая хамьячжба». Ну, что за разговор такой? Ну, хорошо, если не было государственной программы обеспечения, может быть, так там уже до сих пор не рассчитались, и в этом году нам надо более 100 миллионов там, или 70 миллионов отдать за эти книги. И в следующем году мы в лизинг брали. А если бы не было государственной программы, что теперь нам делать? Что значит? Мисква хая хамьят. Здесь я думаю, что не согласен с этим вопросом. Каждый родитель, на первую очередь, должен думать о своем ребенке и сделать все, чтобы ребенок учился нормально. Но в этом вопросе по учебникам директора и учителя не правы. Я бы просил вас все-таки не просто говорить директор или учитель, называть конкретную школу, конкретного человека, кто это говорит, чтобы я уже в ручном режиме с этими людьми разбирался. Почему? Потому что когда начинаешь спрашивать, а кто сказал конкретно, и выхода не найдешь. Ну и плюс разберитесь с родительскими комитетами в этих школах. Это их прямая обязанность и задача. Если вы, родители, позволяете директору школы ставить родительский комитет, как в одной из школ было свою сестру родную, то не надо уже с меня спрашивать за порядок в этой школе. Вы в хорошем смысле родительский комитет должна быть здоровой оппозицией к директору и педагогам. А если она оставит тех, кого хочет, и этот родительский комитет закрывает глаза на все и вся, ну, я же не могу там во всех школах взять на контроль. Но вы сами тогда будьте, родители, более принципиальны в этих вопросах. И в классах будьте, и в школах будьте, и заставьте родительский комитет работать. Начиная там от уровня образования, заканчивая там. Иногда я слушаю такой вопрос, что педагог необразованный, с купленным дипломом. Ну что вы мне за вопрос задаете? Вы проверьте, вы имеете на это полное право. Если директор школы вам в этом откажет, тогда скажите мне, напишите мне конкретно, что конкретно вот директор школы в этом вопросе нам отказывает. Я даю слово, что очень жестко с этим вопросом разберусь. Но мной дано поручение по учебникам до 20 числа сентября полностью разобраться, где вот этот бардак и почему и какие учителя, педагоги или директора требуют купить эти учебники. И просил бы вас, с учетом прямого диалога, всех родителей, кому вот эта информация поступила, где учителя или директора сказали с конкретными фактами, то есть называть себя, не надо этого бояться, называть директора или педагога, называть своего ребенка и сказать, когда, где и какая задача или там, какая просьба у этих там, педагогов или директоров по покупке учебников. Спасибо. Ну, уже, по-моему, по хорошей такой традиции, как-то так получается, что мне опять сообщает, в общем, в колл-центр дозвонился глава МАГАСа, который уверяет, что проблема с автобусом к новому центру образования в МАГАСе решен. Слушайте, это же как волшебники. Так, интересно, они специально не решали вопрос. Ну, во-первых, не решит он эту проблему с автобусом, потому что ее, наверное, проблемы это и не было. Я так думаю, что заявитель имел в виду школьный автобус для детей. Я так думаю. Это раз. И второе, если он имеет в виду для педагогов, для вот этих маршрут пробили, я это поручение давал. Ну, хорошо, если он решил вопрос. Ну, посмотрим. Изучим.
Ну, хочется задать вопрос, не могу не задать вопрос о прививках, потому что спрашивают. По нашей информации, в последнее время в республику минимум 3 детей заболели тяжким заболеванием полиомиелит. Только потому, что их родители отказались в свое время от вакцинации. Более того, в интернете, вот уверяют родители многие, активно, да и медики, активно распространяются призывы полностью отказаться от прививок. И все это подкрепляется целым списком мифов об этих вакцинах. Ваше мнение? Ну, мое мнение, я сегодня проводил по этому поводу совещание. Ну, конечно, есть законы физики, и нам отсюда никуда не деться. И если родитель не согласен на том, что мы обсудили этот вопрос сегодня, правда, по телефону с прокурором республики, завтра вживую пообщаемся. И родители имеют право, насколько я знаю сейчас информацию, давать разрешение или не давать разрешение на прививку. И сегодня у нас 3, вот, которые заболели этой страшной болезнью, и все 3 отказники, то есть у всех 3 детей родители отказались прививать. Но что самое странное, у 2 детей родители врачи. Врачи, то есть медицинские работники. Прививки всегда делались, и я помню свое детство тоже, когда там нам эти прививки делали. Я тогда не помню, я же просто, может, не помню, чтобы кто-то там отказывал от этих прививок. И если кто-то пускает, там у нас есть так называемые лже-работники вот этого направления, не здравоохранения, а врачи, которые начинают постоянно говорить «посуни пророка». Сказки придумают, кто-то там жуков глотает, кто-то там что-то начинает подумать 1000 вариантов, чтобы не лечить. Хотя Далсмолот Пеймара ну, одно даже, вот то, что там прописано, я, может, не совсем правильно скажу, но я думаю, что люди поймут, о чем я хочу сказать. Там одна из историй дал Муса Пеймар, дал Риасалцин, Аллах камел дучиш мханвиз и керта гаттуалыш лелыш Аллах хата дохшин хоужа фиятон керта гетсин далата кортласы ант кортлази да лурж мбекта биашон дарбди наг мбекта битак хат ант. То есть этого достаточно всем понять, что дал бекта наг быж лурж. Надо выдумывать там народные там, или другие вещи. Вот косаговый, кобер, а это болезнь такая. Или же дал Машу Волцан, дал Духмаволпыш, или же Валар Хулцар, или же Дахка Лазар инвалидность Хулцар. Ходите в Сибири. Хоши день, 10 день, 1,5 года. Ходите, сэр. И чем мама сейчас это объяснит своему мужу? Мерцаешь. Чем она объяснит это все? Конечно, 1000 вариантов, только не она виновата. Цану лег, таблет, кажется, прививка, кажется, хакать идуал. Цану лег, что только не придумает. Поэтому там не только прививки от этой болезни, там прививки от туберкулеза. У меня вот табличка была, я попрошу там, когда вот эту передачу будете повторять, Камурзоев Борис там красиво сделает там передачу, покажет эту табличку. Когда какой ребенок чем должен быть привит. Я здесь прошу именно мужчин. Ценда бить, дай боярж, отдаться, дай медивы, также вы такие вопросы не упускайтесь, держите в руках. Кална там лёс дал, спокойно, да. Ершты, ервошты. Берди больница огяться, ердиер удастся, ерохузе гяться, сюда через галаты балхаба буквы. Кобер, даже вот 3 человека, еще раз говорю, 3 человека заболели, и все 3 отказники. 100% вот этот горспахцик хахан. Ну, хамдетик ждалаш. Туберкулез, ваш прививка. Рано или поздно, потому что дакас. Тахан ваш замбира, тия прививка. Само чего зяр, луржин пияр. Если есть необходимость, давайте сделаем широкий консилиум, давайте людям расскажем это все, покажем это все. А мы сегодня тоже стоим последними из регионов, которые там категорически отказываются от этих прививок. Фали говорит, гладуешь, они гладуешь. Ну, силой я не могу это заставить.
Даже элементарный вопрос диспансеризация детей в том числе. Ну ладно, мы не хотим сами. Ну, даже не то, что что ты к нему как к врагу относишься? Мостах берешь ты, берешь ведером. Как можно там? И опять же, сейчас послушайте, опять же, вот каждое второе обращение, у меня 3 детей-инвалидов, у меня 5 детей-инвалидов. Все взаимосвязано. Акал дуалшаш, акал диалик, луриш хажа, луриш арладух. Чактак хайбер, там условия не сигал мумучит, там хоз больницы живой, хоз луриш бывай. Чактак чебириш. Ахшал муштес, хамди муштес, Москве ях муштес, дал духой. Что ты все выдумаешь сказки там? Да, чистейшее воды лентяйство, чебириш дал цедерды. Худару кузым. Дал дигар худару кузым. Аллах хадыр гат якшбах. Волочу дал дигарды. Инвалид холчу дал дигарды. Яргон урдац. Аллах вен луж банып, ярж бушан. Кортлаз был чер волчу, ярхал чер волчу, хай волчана. Что ж мы делать это? Поэтому цулка эмоционально уаличах там но концунус. Что оно концунус? Я же хобер дек должен быть. Может он на ния, секшн лор я же разум расследование что царь в принципе отказать не был когда вариант шаг лор. Хана царь масник дуцитис халсалор ён мугла хабер прививки. А так он фуёкчу тикамел дича канла гнонаш фуёкчу тахтан. Царь фуёктинг. Ну как лорхолш, наоборот, везде должна ходить, берешь прививки, и мостные прививки. А другой вопрос там, там тоже сегодня мы обсуждали, чтобы все понимали, о чем я говорю. Я требую, чтобы детей, которые в школах, в садиках, в вузах, в СУЗах учатся, чтобы их не направляли в больницы, в участковые больницы там, или там, в амбулатории там, или ФАПы, а чтобы туда все приезжали, там составить график, и там проводили прививки, вакцинацию и все остальное. Чтобы удобно было людям. И для врачей удобно по списку все это пройти, и для этого удобно. Поэтому я надеюсь, что сегодняшнее совещание какой-то результат даст. Но еще раз подчеркиваю, очень сложно в рамках закона заставить родителей повернуться к этому лицу. Я прошу всех родителей, всех молодых мам, но особенно пап, взять руль в руки и управлять своими женами, так называемыми матерями, которые там пытаются внести коррективы, как этим детям быть. Давать им прививки, не делать прививки. Получим вот этот результат. Таких детей. Давайте займемся этим вопросом и как-то будем относиться к этим детям, а не ссылаться на Всевышнего, что якобы дал диар мархуддац, дал вен луржбан хаж, дал вен закон данат. Знак лати 60 км в час, 90, 120, атля хубудиш, хочешь кашпавар, хубудиш, Аллах вас беки, Аллах муж 60 км, хай лайры, закон халахтя. А кашпавар чубага, дал иш хадркер, вау. Дал им, хайоду корту хадрк. Мне кажется так, бек махаш эмоционально, но сходишь, дуэн хамаш. Марков. Еще один вопрос, который так или иначе задевает некоторых жителей республики, это выполнение республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Не секрет, что многие жильцы не торопятся платить взносы. Есть что сказать таким людям? Ну, из области того, что мы не можем платить. Во-первых, там копейки. Это просто, мне кажется, те, кто этим занимается, не вложили в голову этим жильцам дома непосредственно. Вот мы сейчас строим много домов многоквартирных. Мы недавно, я председателя парламента просил, чтобы он лично сам выехал с жителями, пообщался с сиротского так называемого дома. Они что думают, что кто-то, дядя, придет, будет постоянно эти лампочки менять, подъезды ремонтировать? Это их дом, это их крепость. Они должны вкладывать деньги, но здесь, естественно, они должны видеть, куда эти деньги идут. Для этого есть ТСЖ, который это контролирует. Но если этого не делают и деньги не хотят сдавать, то происходят другие вещи. Подвал, двери открыты.
Освещения нет, домофона нет, этого нет, краски нет, что покрасить. А кто это будет делать? Это должны сами жильцы делать, согласно тому, что новым законам и правилам игры. И поэтому здесь я просил бы жильцов самим собираться и определять там. Там есть не такая большая сумма в месяц, там, я не помню, там цифры там 100 рублей или 200 рублей, там сколько должно складываться. Ну, тогда давайте так, посчитайте, сколько квартир в этом доме, сколько у вас фонд накапливается. И вот если бы жильцы мне сказали, что вот у нас там месяц там 1,5, 2 или 5 тысяч рублей, в год там 50 тысяч рублей, эти деньги нам непонятно куда они ушли, тогда я жестко мешаюсь в процесс. Сегодня никто не запрещает лично контролировать эти деньги. И совет жильцов должен определять, куда эти деньги должны пойти. То ли на подвал, то есть где у них приоритеты в этом доме. То он просил бы жильцов не сопротивляться этому процессу, а наоборот вкладывать эти деньги. И давайте смотреть тогда по году, подводить итоги, сколько денег они вложили и на какой ремонт эти деньги ушли. На содержание чего они ушли. То ли это детская площадка, то ли это тротуар возле дома, то ли это подъезд какой-то. Я думаю, так. Дам еще раз поручение, чтобы по телевизору, в том числе и жильцами на сходах вот этих домовладельцев, чтобы тоже провели определенные там мероприятия. Но здесь основная проблема, в том числе, или еще одна проблема. То, что многие не живут, сами квартиросъемщики, ну, я имею в виду хозяева квартир, а сдают жилье, квартиры сдают, и квартиросъемщики не платят ни за коммунальные услуги, ни вот это за капитальные. То есть тот хозяин квартиры получает у них там, где сколько там денег, 5 тысяч, 7 тысяч, если в магазине это 15, там 17 тысяч рублей за месяц. Но при этом и за коммунальный не платит, и за капитальный ремонт не платит, никуда не вкладывают деньги в том числе. Такая тема тоже есть. Ну, да, поручение, чтобы изучили эту тему, еще раз там, по этому поводу там, провести работу во всех муниципальных образованиях, в том числе и главных муниципальных образований. У нас звонок от нашего телезрителя. Вы в прямом эфире говорите? Алло. Да, мы вас слушаем. Алло. Серкеш. Пожалуйста, Шихал Серик. Юнусбек Баматкирович. Серкеш. Пожалуйста, Шихал Серик. Хамди Макш. Истак. Чем ужах? Егер икажу новостройки автобусы маршрутки асфальт я не асфальт была я скер садики школе бохводер такси хаихагаш вахвеш угяне местик новостройки возьмите джа маршрутки сахка что 15 августа хугиандер автобус хижада почахатан автобус или газета хамезер окузат джа асфальт гибартауз новостройки карта садики учадаста. Я дам поручение, Барклоди Ариасхол, дам поручение, уточню, почему, потому что там, где школы, садики построены, везде мы не можем автобусы запускать, но там, где школы, садики построены, асфальт проложен, я давал команду, чтобы маршруты изменить, и чтобы автобусы туда заезжали. Поэтому дам поручение и обязательно возьму на контроль. Баркл. Ну, мы в эфире уже больше 2 часов, пошел 3-й час. Давайте сейчас передадим слово нашему колл-центру. Марем. Спасибо. Я снова напоминаю нашим телезрителям, что вы можете во время прямого эфира обратиться к главе Ингушетии. Для этого просто нужно позвонить по бесплатному номеру телефона 8 800 301 41 42 или отправить смс-сообщение на короткий номер 4647 с коротким словом «Диалог». А я хочу озвучить и последний пришедший к нам вопрос. Ася Горокоева, жительница Магаса, пишет, что переехала в столицу из Норвегии. Ее ребенка не принимают в школу-лицей, а живут они как раз рядом с образовательным учреждением. Квартиру покупали в этом районе именно из этих соображений. В лицее Асе Горокоевой отказывают, потому что якобы нет мест. Женщина интересуется, законно ли это, и просит решить ее проблему. Я думаю, что незаконно, и тем более, если она там живет, прописана или снимает жилье и фактически живет. У нас есть многие прописаны, но не живущие. Живут в селах там, и детей сюда привозят. Я давал команду, и в течение там, и сентября, и октября вот эти рейды и в лицее, и в школе Марем будут проводиться. Первоклашки особенно. У нас, к счастью, много первоклашек, в том числе и в школе-лицее. Я там дал добро еще на 2 класса дополнительных, там, чтобы не заполнять первые классы там, по 30-40 детей, чтобы не было, на 2 класса дополнительно еще.
И они все должны, конечно, именно быть с того района, с прикрепленных домов к этому лицею. И я думаю, что пометили министр образования и те должностные лица, которые за это отвечают, и примут решение, тем более приехала из-за границы, как же ребенку в школу не взять. Она же может уехать обратно за границу, поэтому обязательно примут. Уверен, что мусульмане Ингушетии хотели бы знать ваше мнение о событиях, которые происходят в Мьянме. Эта тема сейчас обсуждается во всем мире. И на ваш взгляд, как жители Ингушетии должны реагировать на то, что там происходит? Ну, я что скажу по этому поводу? Кто-то просит проводить митинги, кто-то просит там по-другому обозначить наше участие и соучастие. Кто-то хочет публичности. Ну, по-разному есть темы. И я не счел нужным отдельно проводить по этому поводу митинг в республике. Почему? Потому что мы 3 числа на общем митинге, где мы в том числе, и митинг был посвящен солидарности, борьбе с терроризмом. А то, что происходит в Мьянме, это тоже один из таких направлений политических терроризмов по отношению к мирному населению. И я здесь я обозначил эту тему. И кому хотелось бы об этом говорить, должны были прийти туда на митинг и об этом говорить. Это раз. Это первое. Второе, если это необходимо, мы, конечно, тоже можем организовать митинг и провести его. Это нет никаких проблем. Мы, помните, когда Даосан Лот по пророку Мухаммаду были какие-то там карикатуры, провели митинг, и ничего. Никто это не запрещает делать, во-первых. Никто не рекомендует этого не делать. Это согласованные действия, и в этом ничего плохого нет. Но при этом мы сегодня считаем, что не надо нам заниматься этим вопросом, и всем надо постараться каким-то другим образом выразить свои чувства по отношению вот к той беде, которая там происходит. Это одно. Второе, я бы просил людей правильно понимать ситуацию. Почему? Потому что это сегодня это вышло там, в течение там, буквально там, 2 месяца в интернет, во всех там. И это тоже специальные заготовки, которые нужны кому-то, чтобы рассчитать ситуацию, потому что в нашей стране. А активная фаза событий в Мьянме, именно в том районе, где живут мусульмане, она началась не сегодня, не вчера, она началась в 2016 году. Первые жертвы пошли тогда. И почему-то с 2016 года об этом никто не говорил. И нигде в соцсети это не проходило. Это второе. Третье. Многие фотографии, в том числе, которые сегодня выкладываются в интернете, это похороны людей, которые погибли в землетрясениях, в том числе в Китае. Это уже доказанные факты. Это фейки, которые вставляют и показывают, что якобы это издевательство властей там, Мьянмы над мирными мусульманами. Что тоже там есть место быть. Там, если в 2016 году там уже было сожжено там, более 400 домов даже. Да? Вот там, где кварталы мусульманские были, то это тоже было там, эти факты были. Но сегодня это специально закидывается для того, чтобы в том числе и добиться сегодняшнего состояния среди мусульман, в том числе России. Почему мы не участвуем, почему мы не делаем, почему? А что мы должны делать? Если кто-то думает, что он, вот мы вчера, позавчера там с 2 товарищами тоже разговаривали, один прямо говорит, что вот надо выйти, ну вышел, и что дальше? Надо заявить, ну заявил, и что дальше? А не проще тебе там каким-то образом по-другому это выразить? Почему ты должен на улице выступать, несанкционированно что-то делать? И почему ты не идешь туда, где мы это организовываем тогда? Почему ты слушаешь тех, кто там сбрасывает братья мусульмане, давайте соберемся там-то. Ну пускай этот человек, который сбрасывает, напишет свою фамилию, имя, отчество, адрес свой. Тогда ты поймешь, за кем ты идешь. Или надо ли тебе идти. Ты туда приходишь, а того, кто сбросил это, его там нет. Ему это и не надо. Он со стороны наблюдает, а что там будет. А с тобой начинает разбираться полиция там, или еще что-то за несанкционированные действия. Мы свое мнение по этому поводу сказали. И еще раз повторяю, мы в стране не остаемся в плане
если такая возможность будет, оказание гуманитарной помощи этим людям. Если это будет, а Министерство иностранных дел Российской Федерации никогда это не запрещает. И когда мы направляли гуманитарную помощь жителям Сирии, один, второй, третий раз, нам ни разу не сказали, не надо этого делать. И федеральная власть не сказала, не надо этого делать. Наоборот, поддержали, сказали спасибо. Потому что по линии Министерства обороны, по линии Министерства иностранных дел. И если здесь такая возможность будет, поверьте, мы объявим всем, и мы сделаем обязательно. Сегодня же я прошу всех жителей, кто искренне сочувствует этому, а мы все сочувствуем, давайте молиться, давайте призывать. Я в том числе не могу приказывать, но рекомендовал в том числе в эту пятницу имаму, пожалуйста, сделайте дуа за всех, там, кто пострадал в мечетях. Это как раз та площадка, где верующие в том числе могут это выразить, свое сочувствие, свое отношение к этому делу. И несмотря на то, что там кто-то пытается нас чему-то спровоцировать, мы должны быть более там сплоченны в этих вещах. И не пытаться сегодня выходить за рамки правил игры, которые сегодня там выстроены. Почему? Потому что уж точно мусульмане России сегодня не имеют никаких проблем у нас вот в регионах. Да, есть в регионах, где в Центральной России в том числе, где не хватает мечетей. Но это же тоже не сразу все делается. И за это время там и построено много мечетей. Мы вон, и в разных регионах, не буду называть, там с нашим участием нашей общины участвовали лично на открытии ряда мечетей, в том числе. И тут на встречу власти мы должны быть благодарны этому. Но у нас в республике, в том числе, и там, где большинство преобладает мусульманское население, у нас что, есть проблемы с чем-то? Нас что-то притесняет? Конечно, нет. Нам надо, наоборот, этот курс поддерживать, укреплять его и постараться сделать так, чтобы кто-то из-за границы, там, кто-то за вот этими вбросами стоит, а там и не только фейки, но и реальная картина, где злодейство, где злодеяние, где чрезмерное применение силы, что происходит в том числе. Но нам надо на это вестись и каким-то образом пытаться расшатывать здесь у себя ситуацию. Поэтому я прошу всех, кто хочет в этом таком богоугодном деле участвовать, давайте вы прислушивайтесь в том числе и к нам, к властям, а мы уж точно не останемся в стороне от этой беды. И максимально сделаем в рамках и закона нашего, в рамках и правил внешней политики, которым не мы руководим, а руководит Министерство иностранных дел Российской Федерации телом администрации президента России. И в рамках и общих отношений, если там будут межрегиональные отношения, мы сделаем все, чтобы помочь и поддержать. Спасибо. Спасибо. 3 сентября, как вы уже говорили, в Назране прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. И есть информация, что муфти Иса Хамхоев предпочел в этот день поехать в Грозный. Ну, я бы не стал бы затрагивать. Почему? Потому что в Грозном провели митинг на Алзерском мосте. Все, кто туда поехал, и в этом тоже нет ничего плохого. Провели митинг, хорошо, кто поехал. А я не буду сейчас выделять, там, почему там поехал Иса Хамхоев или другие. Это уже их право, это гражданское право. Кроме Иса Хамхоева там поехали уже тоже много людей. Поэтому давайте мы не будем затрагивать вот эту тему больше. Хорошо? Давайте звоночек послушаем. Алло. Алло, Сеть Халчин. Уважаемый Юнусбек Бамангиреевич, я своего ребенка записала когда ему было 4 месяца. 3 года, в 2014 году очередь, электронная очередь, детский сад. У меня декретный отпуск закончился. Я не могу на работу выйти, потому что они не определили моего ребенка в садик. Он у меня стоял под чистым очередью. И перекинули в 12-ю очередь. Он должен был зачислен 1 сентября в садик. Пожалуйста, предпримите какие-нибудь меры. О, как. Угу. Хорошо, давайте посмотрим. Я просто хочу и вас, как молодую маму, и других мам по этому поводу предупредить. Есть электронная очередь. Мы конкретно по вашему вопросу задачу поставим, но есть электронная очередь, и эта электронная очередь без нашего вмешательства, я довольно серьезно этим тоже был удивлен, когда я приглашал и говорил, почему человек стоит в этом году там 5-м там, или 10-м,
в следующем году, когда время подходит, он находится там уже там 20-м или 30-м. Вот эта электронная очередь самостоятельно вот это все тусует, вот эти очереди там внутри, что происходит. Поэтому давайте мы попросим разобраться по вам лично, в чем проблема. И, во-вторых, даю поручение министру образования серьезный круглый стол там, или передачу на телевидении и показать, что такое электронная очередь и как вот вообще это все происходит. Договорились? Но и там, где нет места дошкольного учреждения, я прошу потерпеть. Почему? Потому что, да, кто-то скажет, что пока мы терпим, дети вырастают. Ну, у нас многие выросли, я тоже без детского сада вырос. Ну, что теперь? Но, тем не менее, максимально мы стараемся с помощью федерального центра максимально нарастить. И уж точно и Ольга Юрьевна Голодец, и Ольга Юрьевна Васильева, министр образования и науки, они сами инициаторы выступают по тому вопросу, чтобы и школы нам построить, и ликвидировать места в дошкольных учреждениях. Потом разберемся, изучим, и конкретно по вашему вопросу в том числе. Есть еще видео-вопрос у нас из селения Алхасты. سؤال ماجوك قلنا وسؤال خستر استسخات تردي ينزبك بمتكيت شيء وألخستي فوق جوش يموتك زدي استو تجوش ويرياس له تجي يموتك استفوق تحميزر تون وخويور تربيرش دقبوز زني ما تدي بزن بوش تقحدي حمدو تجلوش بيرش أرا دا ويور تقلاش نيستروس غاج مسنالوش بيرش دقبيسن تشوخش أحتمتشت زنگ بيج ناقت خاص در حمو خلي يموتك اشتلاحتك جاتش تعوزدي استو تيزر يموتك تسبورت زلات اوغزي بياستون قچح تنا خوجوش حيجوش برضه Дело жди, это неправильно. Он, наверное, имел в виду, что едет заниматься спортом и в Галашке, и в другие места. Но вот я сейчас увидел вот это здание, и довольно серьезное замечание главе района, главе села. И я надеюсь, что вот 3 дня сроки для того, чтобы это все здание снести, навести там порядок, там, сравнять это все с землей и свои предложения по этой площадке. Я уже там ставил задачи на примере этого всем главам муниципальных образований. Еще раз проверить вот такие заброшенные места. Это как раз то место, где собираются и наркоманы, там, которые есть в селе, и собираются там и преступники, ну и так далее, и так далее. И когда вот такие заброшенные дома к там хорошим не приводят. Поэтому надеюсь, что сейчас услышали, 3 дня срок и что-то снести и проверить. Ну и конкретное предложение по той площадке, что мы там делаем. И можно было бы там силами там, и района, и власти, там, по крайней мере, сделать хорошую воркаутную площадку там, и уже дожидаться финансирования для того, чтобы построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Посмотрим, изучим. Но и для молодого парня попросил бы все-таки этот молодежный совет, который у вас там есть, и так называемый министр спорта вашего села, я имею в виду, там, кто у вас отвечает, потому что из числа депутатов, или кто у вас отвечает за спорт. Давайте вы тоже соберитесь и свои предложения подготовьте конкретно, чтобы это было от жителей села. Угу. Есть еще видеообращение у нас. Внимание на экран. Халшин Юнусбек Бамангереевич. Мы жильцы дома номер 60 по улице Базоркина, город Малгобек. Обращаемся к вам с просьбой помочь в нашем вопросе. В 2016 году, в ноябре, нас выселили из наших квартир, многоквартирный 12-квартирный дом. Нас выселили с обещанием на месте нашего старого дома построить новый. Подрядчик, который взялся за застройку дома, обещал нам в течение года, до конца 2017 года, построить новый дом и заселить. Однако нам оплатили 3 месяца проживания на съемных квартирах. После этого подрядчик наш пропал. Жилье с тех пор нам не оплачивают. Прошло уже 6 месяцев. Мы оплачиваем жилье за свой счет. На месте старого дома ничего еще не построено. Было решение суда 18 июля 2017 года о том, что администрация обязана предоставить нам жилье, оплачивать его. Однако решение суда тоже не исполняется. Вот просим помочь нам получить свое законное жилье. Баркал Дворяс Халша. Выше, там, конечно, не совсем правильно отнеслись наши чиновники к ряду вот этих домов, в том числе и переселению тех жильцов, которые часть жильцов шантажируют, не хотят переселяться в новые дома,
А часть жильцов обоснованно предъявляет претензии по недостаткам, которые обнаружены в новых домах. Поэтому я вчера был вынужден именно конкретно за каждым городом и районом назначить ответственных. Там в Малгобеке этим вопросом будет заниматься товарищ Декажев Мухарбек. И я думаю, в ближайшее время он мне доложит, в том числе встретиться с этими жильцами, доложит мне ситуацию, и мы компенсируем вот эти суммы денег, которые вам не платили в течение длительного времени, там, или сколько там вам не платили. Ну и добьемся решения по строительству дома. Если я там не знаю, насколько было вам обещано именно в том месте, я не сторонник строить дома. Обычно жильцы говорят, вот мы здесь живем, нам здесь построить дом. Я не сторонник этого делать, почему? Потому что не всегда это удается делать. А если в одном месте сделано, начинают другие тоже на этом торговать. Но если вам это было так обещано, Декажев мне доложит по этому поводу и заставим это все сделать. Спасибо. Так, у нас звонок. Да. Да, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, Сейдик Калчин Юнусбек Баматкиревич. Я жительница села Икажево, Бекова Молтхан. В первую очередь я хочу поблагодарить вас за стабильность у нас в республике, за покой. Я застала разные времена. И войну, и голод, и все. Как сейчас спокойно у нас не было никогда. И еще я хотела попросить. У нас в больнице в Москве имени Бурденко работает врач-хирург Миржоев Идрис Салманович. И большой молодец он. Недавно оперировал мою сестру. Операция была сложная, прошла успешно. Это врач с большой буквы, знающий свою работу, но отлично сделал операцию. Операция была тяжелой. И я бы хотела, чтобы вы этого замечательного врача отметили. Спасибо вам и нашему Минздраву, хочу сказать, за ту возможность, которую вы предоставили мне очутиться в этой больнице. Баркулшан, за все, что вы делаете для нашей республики. Баркал, спасибо. Это все, я не вроде по голосу молодая женщина, она уже все помнит, и войну, и голод, и все остальное. Но, Баркал Диарасхал, но наша стабильность, это не мне одному благодарность, всему нашему обществу, но и особенно, конечно, органам правопорядка, нашему Федеральной службе безопасности, которые сделали все, чтобы сегодняшний день наступил. Насчет Бурденко, Миржоева, ну, молодец. У нас много, кстати, врачей работает. Я там посещаю больницы, там всегда вижу наших врачей. И я думал, сейчас женщина скажет, давайте Миржоева сюда вернем домой. Хотел сказать, не надо, пусть он там работает. Я думаю, что Миржоев вырастет там еще лучшим врачом будет и станет доктором наук там, или профессором. А насчет поощрения, я думаю, что министр здравоохранения услышала, и было бы неплохо не только Миржоева, а все-таки тех наших врачей или там специалистов, которые за пределами республики. Ну, один раз в год, когда мы поощряем наших специалистов, их тоже не забывать и каким-то образом отмечать этих людей, которые работают за пределами республики. Вот, недавно мы обсуждали, смотрели, у нас есть, я даже сейчас не знаю, на какой он там уровень уже вырос, до какого статуса вырос там Аушев Тагир, который там уже ядерщик физики, и который довольно серьезно уже занял свою нишу в этом пространстве и один из таких ведущих в стране становится. Поэтому, конечно, мы таких людей должны поощрять, отмечать и показывать для нашего населения, для наших жителей, чтобы это было примером для подрастающего поколения. Ну и самое главное, чтобы мы никогда не говорили, или не то, что никогда, а чтобы мы не говорили, а почему у нас таких нет? У нас тоже есть такие, и надо их всегда показывать. Поэтому я думаю, что руководители, там, кто меня сейчас выслушал, они сделают выводы и в ближайшее время какую-то такую передачу придумают. В том числе, и пользуясь случаем, здесь я просил бы и руководство НТК тоже продумать такую хорошую передачу про наших земляков. Вот мы скоро планируем поехать в Казахстан и в Европу. И мне бы хотелось там, до нашего выезда туда, в том числе, чтобы здесь показали наших детей, ребятишек, там, молодежь, там, пожилых, людей наших, которые живут там в Казахстане. Если в Казахстане это ну, чуть проще соблюдать наши традиции, обычаи, там, культуру и так далее, то в Европе это чуть сложнее. Но 5 лет назад то, что я там видел, они, мне кажется, там даже лучше нас знают в совершенстве ингушский язык, но при этом владеют там 2, 3, 4 там, английскими там, или иностранными языками, что тоже очень было приятно на них смотреть. Соблюдают традиции, обычаи,
И мне было приятно на это смотреть, и было бы неплохо, если бы мы их тоже замечали, причем потому что все они наши, родные, близкие, и когда мы их показываем, рассказываем, у нас больше есть возможности гордиться своим народом, своей нацией и понимать, что мы нигде не теряемся, а наоборот, там, являясь или находясь за пределами республики, мы еще больше укрепляемся. Спасибо. У нас колл-центр. Передаем слово Мариям. На данный момент мы в прямом эфире уже почти 3 часа, и в колл-центр национального телевидения за это время поступило 580 обращений. Из них 310 – это звонки, 162 смс-сообщения, 108 обращений прислали на странице главы региона в социальных сетях. Напоминаю нашим телезрителям, вы все еще можете попасть в прямой эфир и обратиться к главе региона. Для этого нужно просто позвонить по номеру 8 800 301 41 42. Телефонный звонок бесплатный, или отправить сообщение на короткий номер 4647. И не забывайте кодовое слово «Диалог». Я озвучу последний пришедший к нам вопрос. Пишет Магомед Аздоев из поселка Гагарина, город Сунжа. Мужчина пишет, что возле одной из мечетей нет асфальтированной дороги и просит помощи в решении этой проблемы. Спасибо. Дам поручение главе города, чтобы заасфальтировать дорогу там, или площадку перед мечетью. Плохо, что этот вопрос обязательно надо выносить на мой уровень. Ну, давайте дадим поручение. И я думаю, что в ближайшее время там они задачу эту выполнят. Ну, мы много говорим о трудоустройстве ингушских краснодипломников, и тут возникает неожиданно немного другая проблема, казалось бы, с заслуженной блажью. Есть кое-какой недочет, сейчас я озвучу, что я имею в виду. Наша телекомпания захотела внести в это свой вклад и взяли список обладателей красных дипломов, стали звонить, предлагать работу на нашей телекомпании. Сначала выбирали, потом звонили всем подряд, но никто не заходил. И дело тут не в телекомпании, а скорее всего в том, что, получив красный диплом, почему-то не хотят начинать работать с должности специалист. Специалист первого, второго. Нужна сразу такая вот солидная должность. Вот как с этим? Ну, во-первых, я категорически запретил любого выпускника ставить выше, чем специалист. Все должны пройти ступени. Это и закон говорит, и правила игры это говорят. Почему? Потому что не пройдя ступени специалиста, ты не можешь быть главным или старшим специалистом и ведущим специалистом. Ты не можешь быть замначальника отдела и начальника отдела. Почему? Потому что ты тогда не знаешь, что там внизу надо делать. Ты должен, прежде чем пройти, и закон это требует, пройти все ступени, чтобы, оказавшись наверху, чтобы ты знал обязанности всех, кто там внизу, начиная от специалистов. Поэтому здесь мои эти требования, если краснодипломники не хотят становиться на уровень, там, как они считают, троечника или там синедипломника, ну это уже их не дело. Это уже их дело. Поэтому уж точно ни старшим, ни главным специалистам мы их ставить не будем. Это одно. И второе, если вакантная должность есть в любом министерстве, ведомстве, главного специалиста или там ведущего специалиста, то там, кто работает, который там может по своему стажу работы стать ведущим, это должен туда двигаться, а клетка должна освободиться именно для выпускника этого года, которого не имеет опыта работы, или там предыдущий лиц, который не имеет опыта работы. Будь он красный дипломник, любой диплом, там, неважно, он должен идти именно вот эту специализацию как специалист. Мне так кажется. Я думаю, что ну, здесь, конечно, в первую очередь поддержат меня не краснодипломники в этом плане, но и все другие тоже поддержат. Да я не думал, что наши краснодипломники такие привередливые, они всегда соглашались на эту должность. И снова видео вопрос, или даже предложение, как можно было бы ударить по безработице и дать жителям республики возможность дополнительного заработка. Юнусбек, ассаламу алейкум. Соборук, сельское поселение Барсуки, Зязиков Абубакар Ахметович. Хотелось бы задать вопрос по поводу безработицы в нашей республике. Имеется конкретное предложение для создания рабочих мест для простого населения, можно сказать. В частности, по закупу молока. У нас имеется прекрасный мясомолочный комбинат Сагапчах, рассчитанный на 800 голов. Они увеличили поголовье до 1500.
Если они увеличили до 1500, значит имеется спрос на молоко. Почему бы наши женщины, наша прекрасная половина не могли бы дома производить молоко и сдавать его? Поручить крестьянско-фермерскому хозяйству закуп молока и обязать наш мясо-молочный комплекс, чтобы они закупали это молоко и в дальнейшем реализации его. Я так понял, что у него дома коровы есть. И есть молоко, и есть возможность поставлять молоко. Но давайте мы изучим этот вопрос, в принципе, и поставим задачу, чтобы все-таки увеличить закуп. Не обязательно там мясо-молочный комплекс должен закупать это молоко, но тем не менее там есть молочный завод, и есть у нас мини-заводы, в том числе в населенных пунктах, но было бы лучше. И здесь Министерство экономики получит там, после этого диалога задачу. Одна из задач будет такая, чтобы все-таки в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в селе, в том числе Барсуки, открыть мини-молочные цеха, куда могли бы там люди сдавать излишки молока, и там можно было бы делать там, на уровне уже там, села и молочную продукцию, в том числе йогурты там, и так далее. Ну, изучим вопрос, хорошее предложение, посмотрим. Единственное, там надо будет посмотреть по статистике, мы смотрели и в прошлом году, и позапрошлом году, сколько молока, что значит, когда молочный завод открывается и у людей собирает молоко. Там должна быть стабильность. Если в этом месте там тонна молока, а в другом месте 500 там, литров, то, конечно, всегда вот эти сбои, они не позволяют в полном цикле работать этому предприятию, даже мини-цеху. Потом посмотрим, изучим и дадим поручение. Спасибо за вопрос. И еще один видеовопрос, на этот раз о строительстве дорог к селению Акиюрт. Давайте посмотрим. Я Хадаев Абу Аптиевич, имам сельского поселения Акиюрт. Юнусбек Бамадгириевич, сначала хотел бы вас поблагодарить, что по линии духовенства мечети, обе мечети, значит, обе кладбища по вашему поручению были, значит, отреставрированы. От себя лично и от всех жителей села хотел бы вас искренне поблагодарить за это. И мы озвучивали и неоднократно обращались по поводу дороги, которая соединяет вот два сельских поселения Акиюрт, около 2 километров. Я знаю, что у вас этот вопрос был на контроле, и хотелось бы дополнительно, пользуясь сегодняшней возможностью, как бы выставить эту нашу основную проблему нашего села на первый план. И мы надеемся, что вы сделаете все возможное, чтобы решить эту проблему. Большое спасибо. Повезло селу с таким имамом. Мы обязательно посмотрим, записал, и эту дорогу посмотрим, и эта задача стоит перед Ингушавтодором. Ну и для жителей села говорю, что мы в этом году начнем уже, по крайней мере, земляные работы, и в следующем году там завершим то, что строительство дошкольного учреждения. Только единственное, я там еще раз дал поручение, где мы это будем делать. Или в районе школы, где сейчас новая школа, или же в районе старой школы. Это в центре села. То есть посмотрим, как удобнее жители, как они выбрали, так мы и сделаем. А по дороге, я думаю, что мы в этом году там решим эту задачу. Баркал. Вот хочется спросить о наболевшем, об интернете, точнее о мемах. Некоторые ролики, которые выкладывают в интернете, еще можно списать на какое-то чувство юмора своеобразное. Вот, допустим, ролик с озвучкой из операции и другие многочисленные. Но остальные переходят просто все границы и в буквальном смысле где-то даже компрометируют наших граждан в глазах пользователей интернета из других регионов, стран. Вот, которые могут, в принципе, натыкаются на это творчество и все это просматривают. Вот, да, давайте, правильно мне подсказывают, сначала посмотрим один из таких роликов, потом обсудим эту проблему, в принципе, большую. Кто хочет поработать? Я! Подождите. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы. Цементный завод. Я! Погрузка угля. Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! Это меня с Алиханом, друзья.
Но Алихан Пачкова для вас, я не то, что Алихан мячик Пачкова для вас, но я думаю, что это ну, наоборот, мне такие шутки нравятся, это нормально. Да. Так, да. В этом ничего плохого нет. Обратная сторона и другие. Ну, да, хоть обратная сторона. Вот я вам скажу, что вот вчера я встречался с вашим руководителем НТК. Я этот вопрос не знаю, есть он там или нет, там говорит, что есть где-то этот вопрос, но я опережаю события. Уволили здесь некую Асю Добрыеву и второй товарищ, что у вас был? Ислам Цездоев. Да, Ислам, да. Они что-то там выложили, я посмотрел это. Ну, я не думаю, что это надо было увольнять. Конечно, и Исламу я сказал, что не надо слишком вольно себя вести с должностью главы республики, независимо, кто бы там не был главой. Надо уважать, почему? Потому что если вы будете так вольно вести с должностью главы республики, ну, не совсем хорошо даже перед другими регионами. Надо уважать должность. Хотя ничего там вот такого сверхъестественного я не видел. Но их почему-то уволили. Ну, понятно, что все это связали с тем, что я это сказал делать. Ну, там кто-то сейчас поверит, кто-то не поверит. А многие сейчас скажут, в том числе, что это специально сейчас я сделал для того, чтобы вот, типа, оправдаться. И из-за того давления я его остановил. Нет, конечно. Ну, кто это говорит, тоже их не дело. Там рты никому не закроем. Ну, вот я к чему это говорю? Мне понравилось вот такое какое-то общение молодых людей между собой. Да, и они этим вот таким образом притягивают зрителей своего возраста. Я в моем возрасте, может, это не понимаю. Там 60 лет тем более это не поймет. Но в этом возрасте это нормально. И вот тот, кто вот такие вещи выпускает, он в этом видит какие-то такие вещи, там, шутки, там, какие-то вещи. Ну, если человек что-то... Это еще не самое плохое. Это не самое плохое. Я как сказал, что надо еще ему жить, чтобы расти до Алихана Тумгоева, даже да, приравняться к нему, к чему-то там, да. Но, опять же, повторюсь, мне не нравится, когда люди выкладывают самые элементарные ролики, где, вот вы помните, да, ролик там, старик избивает, там, или палка бьет, там, не то, что избивает, палка ударил там бабушку, там, ну, жену свою. И вот тот, который это выкладывает, вот я бы его не хотел назвать ингушом. Не тоже, вообще человеком. Потому что он, в первую очередь, должен был понимать, что представить себе, что это его дедушка, его бабушка. И как бы ему понравилось, если бы их выложили вот так же. Все бывает в жизни. Все гладко не бывает. И дома бывают какие-то моменты, и еще что-то бывает. Но это не значит, что у тебя сегодня... Раньше не было таких возможностей. У тебя есть сегодня возможность, там, ну, даже не так что-то сделал, там, где-то почесался. Это не значит, что ты должен взять и выкладывать в интернет. Мне кажется, это тот слой общества, который имеет место быть в любом народе, в любой национальности. Я, ребята, о чем попросил бы? Когда это коллективно происходит, коллективно, еще хихикают за кадром, там, еще что-то снимают, это все выкладывают. Ну, как-то там имейте, если у вас есть мозги, хватает мозгов, чтобы это все выложить, ну, имейте, в конце концов, мозги, прежде чем выложить, посмотреть, а как это будет смотреться. Перед осетинами, перед чеченцами, перед дагестанцами, перед там, японцами, китайцами. Там. Ну, просто посмотрите, как это будет смотреться. Почему? Потому что ты же выкладываешь, нравится он тебе, не нравится, ты же выкладываешь ингуша, ты же выкладываешь Ингушетию. Просто будь мужчиной, будь человеком, будь патриотом. Тебя же не просят там с одной гранатой против 3 танков идти, чтобы быть патриотом своей родины. Тебя просто просят не делать этого. Ну, посмотрите, обратите на это. Это вопрос к молодежи. Ну и вот такие действия, ну, смешно. Я прошу мне скинуть на телефон, я хочу еще раз посмотреть, не более того. Но я на это не обижаюсь. Но опять же прошу тех, кто это делает, все-таки посмотрите, соизмеряйте здесь. Да, его сейчас можно найти. Это несложно найти. Вот его приведешь там, обычно это там люди, которые в жизни добились только одного. Родились не по своей воле, школу закончили тоже не по своей воле. Все за счет родителей все сделано. И телефон в том числе не сами заработали, на котором они это делают.
Он при этом считает, что они имеют на вот такие вещи право. И они могут там любого, в том числе таких людей, как Алихан Тумгоев, вот так пытаться выставлять. Не понимая историю человека, ну или там другой человек, неважно. И каждый считает, вот он такой. Ну, я думаю, что это тоже пройдет. Да, ну а я дополню, что Настя Добриева и Ислам Цездоев теперь вновь наши коллеги. Они Работают они? Да, они восстановлены. Да. Скажите им, что я жду очередного такого действия. Только я уже там буду давать команду не 1000. Я, во-первых, не давал команду 1000 рублей, давайте им премию. Я сказал, поощрите. Ну, во-вторых, в таких случаях, даже если 100 рублей дали, что должен человек сказать? Спасибо. Да, саадолт, десача беркатхолт. И радоваться этому, и все. Ну, я думаю, что они не со зла это сделали. Спасибо. Следующая заявительница работает на почте, и у нее есть просьба к вам. Это видеовопрос. Дядя Кхалчин Юнусбек Мамангиреевич, у меня вот такая просьба к вам. Меня зовут Ведижева Тамила Алихановна, я с города Малгобек. У меня 7 детей, один из которых инвалид с детства, с ДЦП. Я с 96-го года работаю на Почте России по Назрань, город Назрань-1. И в силу того, что мне трудно ездить с Малгобека в Назрань, я большее время нахожусь дома. И с 2013 года я в декретном отпуске. Я бы хотела попросить вас, если есть такая возможность, перевести меня по месту жительства на работу, вот, ближе к дому, как говорится. С таким больным ребенком у меня не получается ездить в Назрань. Вообще удивлен, что Калимат Мухаммед-Башир этот вопрос элементарно не решил, тем более, ну, даже если бы не было больного ребенка, зачем с Малгобека, у нее вся зарплата уходит только на дорогу туда-обратно. Зачем это делать? Поэтому я думаю, что Калиматов это услышал и обязательно там делать так, чтобы в ближайшее время работали у себя дома, в своем там Малгобеке, в Завленделе. Так, я просил бы, тут рекорды давайте не будем бить. Я вообще-то просил там 2,5 часа. Мы, конечно, можем и до утра посидеть. Но давайте мы рекорды не будем бить и как-то там ограничимся. Мы же все равно все вопросы не обсудим сегодня. Так, ну у нас осталось пару вопросов. Так, у нас видеообращение. Видеообращение. Да, из Псидаха видеообращение. Сергей Калчук. Уважаемый Юнусбек Бамадгиреевич, меня зовут Григорий Джамбулат. Я проживаю в селе Недалаково. Я знаю, что вы по профессии военный, и что у вас много наград и орденов за заслуги. И также я знаю, что вы по званию генерал-майор. Скажите, как вам все это удалось совместить? Потому что я тоже хочу быть военным. Баркал. С Далаковой? Да. С Далаковой. Ну, как удалось, ну, даже не скажу, как это удалось. Учился, работал, служил добросовестно. И, ну, знаете, если честно сказать, я для молодежи нашей скажу, я вот лично, я понимал, кто у меня за спиной. У нас большая семья была. И я понимал, как наш отец Далгаштол Бенчан, да, как они старались все нам дать. Наши родители никогда, вот я не помню, я помню один раз там брат со школы принес, там тогда тоже было там многодетным семьям, давали там ботинки или что-то такое. Принес, и отец отправил это все обратно. Был Дукади из Ржбе, отправил обратно. Хотя на семье было там 7 братьев, 6 сестер. Большая семья была. Никогда отец, вот, и я это понимал, я вырос и понимал, когда ушел в армию служить, я понимал, что ну, насколько тяжело отцу, родителям вот это все вот поднимать. И просто вот в голову себе вложил, что я кем-то должен стать в этой жизни, чтобы помочь родителям. И когда я поступил в военное училище, закончил училище, я всегда только об этом думал. Да, вот, как помочь родителям, как сделать и родителям, и родным, близким, как помочь так, чтобы было легче. Почему? Потому что мне это уже было легче. Ну, я не говорю там про какие-то там сложности службы, но тем не менее мне было легче в плане там, ну, и
каких-то вещей. И я молодежи тоже говорю, никогда не забывайте, кто у вас за спиной. Мне неприятно, когда и очень жалко родителей, которые сегодня едут в армию или там по месту службы сына, который поехал в армию служить, где-то попался в дисбат там, или там уголовное дело, и они туда едут, этого оболтуса там что-то выручать, занимают у кого-то деньги, туда выезжают. Почему он не понимает, что по дому, какая ситуация дома-то? Почему он добровольно поехал в армию и не хочет элементарные вещи выполнять? Или когда ребенок поступает в высшее учебное заведение и не учится, хотя там с большим трудом родители это делают. Мне кажется, что вот это такая неблагодарность к своим родителям. Я же не говорю про родину, там, про республику, про предки. Просто к своему папе и маме элементарно неблагодарность. Непонимание, в какой сложной ситуации они находятся и как он их поставляет, этот ребенок. И насколько родители, я многих отцов слушал, сколько у них там в глазах там, вот этой тоски, вот этой обиды, что взрослый сын его так сильно подвел. На ровном месте подставил. И, конечно, я всегда об этом думал. Мне кажется, что вот благодаря тому, что я всегда думал о своих родителях, о той сложной ситуации и пониманием того, что если я что-то не такое сделаю, как это будет обидно моему отцу, вот это меня вот подвигало всегда работать на час, на два, на три больше, чем другие работают. И стараться все-таки, и таких, как я не один, их нас много. Посмотрите, если брать там чисто военных, Сулумбек Асканов, Далгеш Лоцин, ну даже нашего там первого президента Руслана Аушева возьмите. Возьмите сегодня Султыгов Руслан, уже генерал-лейтенант. А я его помню там и по Академии Генштаба, и по всем делам. То же самое, день и ночь работал. И мы как-то с ним общаясь тоже, он тоже говорил, я даже не представляю, как я... Ему-то еще сложнее, потому что папа генерал-лейтенант. Он говорит, я даже не представляю, как я перед отцом стану, если я где-то что-то у меня не получится. Тот же Зейтов Руслан, только что был здесь, в Академии Генштаба, учится генерал-майор. То есть вы просто постарайтесь это понять. Это не просто там дежурные слова. Да, ты можешь быть военным. Ты можешь там, например, учиться где-то там в Саудовской Аравии или в Египте. Я знаю, там ребята учатся, поехали учиться исламскому образованию. Но если ты поехал учиться, учись. А не притворяйся, что учишься. Я знаю, там многие там учатся в регионах России, там, в различных вузах. Вы постарайтесь все-таки не праздно проводить время, а то как не посмотришь, какой-то митинг, они там, какое-то мероприятие, они там, какой-то кипиш, они там. И пытаются потом мне доказать, что они получают какое-то образование. Нет, никогда этого не получится. Потому что система образования очень сложная. Поэтому постарайтесь это все делать. И вот мальчику говорю, на его примере, другим мальчикам. Если вы хотите... Я, например, со школой военным не готовился быть. Хотя жил рядом с полигонами. Там, ну, казалось бы, там уже там, вкусил это все, военную службу, жизнь там. С солдатами общались, там, всегда там ходили. Но я в армии для себя решил, окончательно принял решение, что я пойду в военное училище. Поэтому, а сегодня, если это, в том числе этот ребенок себе представляет, что он пойдет в армию, он должен понимать, к чему он должен быть готов. Он должен быть везде лучше, и по физической подготовке, и по профессиональному здоровью, и по психподбору, и по учебе. Тем более надо сегодня понимать, что единый государственный экзамен, какой бы ты там, вот эти все предметы сдашь на отлично, а если ЕГЭ не пройдешь, то не поступишь. Раньше нам было это легче. Я помню, я поступал, ну, получил такую твердую тройку, если так в общем брать. Ну, я, во-первых, поступал после армии, я уже был там взрослый. Во-вторых, у меня никаких не было сомнений по физической подготовке, по профотбору, по психотбору. То есть я там на ура все сдал. И, конечно, там начальник училища на мандатной комиссии сказал, все, он наш. И вот эти вещи надо всем понимать. И я думаю, что ребенок тоже это услышал, и его сверстники услышали. Не готовьтесь поступать в училище или там высшее учебное заведение в 11 классе. Готовьтесь к этому прямо с детства. Тогда у вас все получится. Тем более сегодня условия совершенно другие, чем это было раньше. Баркал. Пока мы проводим диалог с народом, ингушские паломники прислали видеообращение Саудовской Аравии. Давайте посмотрим.
Oxşar abin hat oxşar sen bagden çok avasa diyor. Xozluq xant o hal ben çok xozluq lassat uzbadır. Dina bu saat xoş diyorlar. Tahaşt şuaş diyor. Östüve hal ben lilapın. Masne ve mek boçarga salmoş xekde o diyor. Halk falan tat sunmadı ya. Hans avbiniz ne? Sukat, paçaş kandas tuğur hal. Vajra gatra dara her diyal del şu şuq mol diş kayışna. Şu saat vakit mutigi. Dilin esmoliyet alhamdat hizmet bir. O hatta hocal mu ağır. O halk igaçar diye xud budi da budi dis. Hans o değerli bir mok bir kış. Mazlin marshal bir kış. Dokudu ajdat amalda haşmetki. Eğer kerti de ve mekka bartıl. Ve dişajna gayı bartıl ve ne bartıl bu. Da şey o da şu adi hadis. Салам алейкум, меня зовут Рустем, я из Адыгеи. Свой первый хадж по воле Всевышнего я совершаю с братьями из Ингушетии. Хочу поблагодарить организаторов за хорошую организацию поездки, поблагодарить за теплый прием всех братьев и пожелать всем, чтобы Всевышний принял ваш хадж и услышал ваши дуа и воздал вам многократно за ваши благие дела. Qabul bo'ldi. Masalan, Dalmashda пожил, qani Ширей Сивей Цахачи, декждален дали встречать его давай. Ну, по хаджу Ирсиматаляда есть там тоже определенные шериховатости, но Суакму Хосхандер, но все равно есть были проблемы. Не досмотрели тогда по поводу и расселения, по поводу еще каких-то вещей. Ну, Суакму жалобы шханят слушал, намного проще. Но единственный там вопрос, там, я смотрел тоже ролик в интернете, может, с одной стороны, не надо было это делать, тем более паломники. Не то, что с одной, вообще, мне кажется, не надо было это делать. В интернете это все выкладывать, а потом на весь мир показывать. Я понимаю, что там есть проблемы, и приехали бы здесь, разобрались, от того, что в интернет заложили, от этого ситуация не меняется. Тем более в таких святых местах. И мы там, конечно, должны делать выводы о том, что почему вот эти ребята остались там не внутри вот этих палаток, и почему остались там на улице, в чем была проблема. Из того, что мы там сейчас пока владеем информацией, места были в каждой палатке по 2, по 3 человека, но эти хотели группы в одном месте заселиться. Я думаю, что можно было бы это тоже предусмотреть, не разбивать эти группы. Хотя мы в этом году тоже говорили, постарайтесь сделать группы по 40 человек так, чтобы по своим интересам. Где-то молодые ребята сами хотят вместе быть, где-то еще, каждый хочет это, проводить время таким образом, чтобы было удобнее им, не откалываться от групп. И почему-то мы не сделали это. Я думаю, что в следующий хадж обязательно это тоже учтем и все выправим. А так и организаторам спасибо, и всем, кто работал, спасибо. И особенно хочу сказать там руководству Королевства Саудовской Аравии, которое каждый год, с каждым годом создает все условия, просто комнатные условия для того, чтобы наши паломники, не только наши, вообще все паломники мира чувствовали себя удобно и во всех местах, паломнических местах, которые там есть в Саудовской Аравии. Ровно 3 часа, как мы в прямом эфире, и я думаю, что пора завершить. Напоминаю нашим телезрителям, что все вопросы, которые поступили в адрес главы республики, обрабатывает специальная комиссия при правительстве республики. Маркл Диарясхол, спасибо всем, и в том числе, которые там выдержали. Вот я тоже для себя хочу понять, а зачем вот напротив всех посадили. Я тоже об этом там тоже спрашивал, зачем мы это делаем, для чего. То, что друг друга смотреть, 3 часа сидеть, конечно, сложно. Я хоть чай пил, а вы там на меня смотрели. Но, тем не менее, надо делать выводы, а зачем это нужно. А так, нашим телезрителям хотел бы сказать, вот те вопросы, которые сегодня поступили, я специально сказал не озвучить здесь вопросы по благодарностям. Там очень много благодарностей, и тоже ничего здесь нет удивительного.
если брать там и дороги, и тротуары, и школы, и садики, и дома, и очень много проблем мы сняли. Очень много проблем сняли. Я помню, раньше их было куча этих вопросов каждый день. Сегодня эти проблемы там Далхвастом уходят в небытие. Потом мы здесь озвучили ряд тех проблемных вещей, которые там, по усмотрению уже непосредственно на том числе организаторов этого направления. Для тех, кто сегодня, завтра скажет там, или напишет, что это специально подготовленная передача, повторяю, да, специально подготовлена. Почему? Потому что в течение недели принимаются вопросы, обрабатываются. И здесь тоже надо сказать, что многие вопросы, которые здесь уже в течение недели, они даже до суда не дошли. Почему? Потому что они были решены быстро и оперативно. Так же, как сейчас случай был, который там, насчет автобуса я сейчас проверю, конечно. Я не знаю, как он космически быстро это решил. А вот насчет восстановления ущерба, это быстро. Вот так решались вопросы. Поэтому всем, кто поблагодарил нас за работу, и меня, и команду нашу всю, а мы все ваши, не чужие, и мне тоже приятно, когда работу замечают, когда мне говорят спасибо, если мы заслужили это. И хочу сказать, что те вопросы, которые мы сегодня не озвучили, а их большинство, конечно, сегодня моим распоряжением будет обозначена рабочая группа во главе с представителем правительства. И мы в течение месяца, 2 месяцев по каждому вопросу, конечно, дадим ответы и постараемся проблемы максимально решить, а там, где мы не можем решить, дать положительный или какой-то другой ответ. И телевидение просил бы, и НТК, и ВГТРК периодически по этой передаче делать показы решенных или решаемых вопросов, как они, каким путем решаются. Для нас, для всех, для жителей, еще раз повторяю, всякие есть проблемы в мире, в том числе мы сегодня обсуждали вопрос Мьянмы, где происходит трагедия с нашими единоверцами. Я просто единственное еще раз прошу, не верьте каждому слову, не верьте каждому тому, что в интернет выкладывается. Не верьте этим вещам и постарайтесь все-таки доверять своей власти. Кто-то к нам относится так, кто-то всяк, но мы свои, не чужие. Уж точно у меня нет мысли что-то плохое сделать для своего народа, для вас, всех жителей республики. Уж точно я не хуже любого жителя республики знаю, что мне делать и в каких ситуациях как поступать. Когда один, второй, третий пытается своим таким настойчивостью опередить события, он не понимает, насколько он там видит расстояние и сколько я вижу. И я уж точно подскажу, если я уже говорю об этом, не надо не доверять мне или власти в целом, а пытаться доверять кому угодно. Уж точно мне не нравятся ссылки, когда начинают сравнивать. Вот почему Рамзан Ахматович сделал, а почему вы не сделали. И Рамзан делает, и я делаю. Все мы делаем для того, чтобы в наших республиках был мир, порядок и процветание. И я думаю, что и Рамзану Ахматовичу не понравится, и не нравится, когда ссылки делают, почему там делают, а у нас не делают. Уважайте и своих руководителей, уважайте, цените то, что мы делаем сегодня. Еще одна тема, связанная с нашей молодежью. Я прошу еще раз правильно это всех понимать. Каждый молодой человек, прежде чем что-то совершить, я вас очень прошу задумать не о республике, не о космосе, не о каком-то судном дне, если об этом не надо не забывать, об этом надо всегда думать и помнить. Просто задумайтесь о своих, вспомните свою папу, маму. Превысил скорость, вспомните своего отца, свою мать. Вспомни и образ матери, которая будет над тобой плакать, то ли в больнице ты будешь лежать, то ли уже на кладбище тебя приготовят . Вспомни о них. Я думаю, что если будешь чаще думать о своих родителях, а там, у кого их нету, тем более, я думаю, что, по крайней мере, этот педаль с глаза, она уйдет, нога уйдет обратно, скорость снизится, и ты будешь каким-то образом хотя бы обережешь себя. Не надо подать эти непонятные эйфории, и потом трагедию и себе домой, и чужим людям в дом приносить. Но еще одна тема, уважаемые граждане республики. Нет у нас беспроблемных участков, они везде есть. В каждой семье есть проблемы, большие или маленькие, а в государстве, в республике тем более они есть.
Ну, посмотрите, я очень вас прошу, это правильно меня сейчас понять, услышать это. Не то, что я себя восхваляю. Ну, я себя тоже могу там оценить, насколько я отработал, проработал. Если меня сейчас спросите вы, там, какую оценку я себе ставлю, ну, я могу себе поставить 3 с плюсом за то время, что я поработал. Даже не 4. Очень много задач не выполнено. Но посмотрите, сколько мы сделали. Будьте добры, оцените это все. У нас чем лучше мы становимся, тем больше мы ищем приключения. Ищем какие-то там конфликтные ситуации. Нельзя так делать. Наша с вами задача максимально вот то, что есть, сохранить сегодня и государственность нашу. И то, что мы сейчас сделали. И наша с вами задача дать максимальное образование нашим детям. Максимальное образование. Светское образование и те, кто хочет религиозное, но учитывать и светское. Почему? Потому что необразованные люди, они и не культурные, они и не понимают дальнейшего там направления вперед. Если уж точно дал самого по их маршруту отдали, тем более учиться, учиться, еще раз учиться. По всем направлениям. Давайте это все правильно там поймем и оценим. А насчет того, что довольны власти, недовольны, я здесь совершенно не заморачиваюсь. И мне, было бы удивительно, если бы все были мной довольны или там все недовольны. Это всегда было и есть, и будет. Пройдет мое время, придет здесь кто-то другой сядет, будет также с вами общаться. И также кто-то будет доволен, кто-то будет недоволен. Давайте мы будем оценивать, что мы делаем, и максимально постараемся друг другу в этих направлениях помогать. Решать, стараться решить те вопросы, которые перед нами стоят. И самое главное, не допустить тех годов, которые уже были, я имею в виду по терактам, по обстрелам, по убийствам, чтобы мы, сидя вот так в зале, не думали, не смотрели на часы, не говорили, давайте бяди я жила, что отдорвай. До этого не доводить свою республику. Давайте беречь свою республику. Все мы вместе обязаны это делать, а не оглядываться назад или вперед. Почему? Потому что каждый, прежде чем задуматься о чем-то, где он хочет что-то делать, должен подумать, а что я дома оставляю у себя. Спасибо за содержательную беседу. Всего доброго. Мы благодарим наших коллег, которые сегодня с нами работали, журналисты, редакторы, режиссеры, операторы. Всего доброго. Увидимся на следующем диалоге с народом.